Бараева вы имеете в виду знаменитого похитителя людей и вот этого бандюгана? Я не знаю, кого вы имеете в виду. Я имею в виду спортсмена, вашего Не, знаменитого. не, не, не. Так Вараева, у не вас Бараева. все только, кто там похитил людей, у вас даже по-другому мозг даже не Мира, работает. либо у вас Дайте дальше адекватный, скажу. конструктивный вопрос, либо мы закончим здесь. Подожди. Задавайте вопрос. СБИ, подожди, уточнить надо. Я подумал, что она сказала Бараева, а она сказала Вараева, вот этого Я сказала штангистского спортсмена Баиева. она имела в виду. Хасан Баиев Не-не, вы и сказали Башир Вараев. и Вара. Да-да, а я подумал, что вы назвали Бараева, то Вот есть видите, и сразу знаменитого стали уже похитителя. человека вот так вот. Понимаете, мне вот неприятно, это мои друзья, и они меня часто приглашают в Чечню. Я Хорошо, там была неоднократно. Мира, хорошо, мы идем дальше, потому что Подождите, все хотят я задавать вопрос. Нам ваша я пере- личная жизнь не интересна. Давайте вопросы, друзья. Чё, Людей я Чорновол, пригласил. Вячеслав, прошу, задавай Это не питання. люди, у которых свободное время. Именно у них свои дела есть. Так что либо вопросы, либо... Давай, слухаємо питання. За то, что включил Погано чути тебе. вопрос гостям из Чечни. Как вы смотрите на дальнейшие отношения Чечни и России? Как вы представляете это? Кто будет отвечать? Давай ты, потом и Праймесу Хорхо прокомментирует. Сейчас, секунду, давайте, ребят, так, вам будут задавать вопрос, а вы, кто хотите, отвечайте. Если кому-то конкретно из вас хотят задать вопрос, то будут уже, конкретику говорить. Так будет проще. Хорошо. Да, я считаю, что Россия неизбежно развалится. То есть вот эти нападения на Украину было фатальным решением. То есть это просто по-другому просто быть не может. Вот освобождение ЗСУ, украинским народом своих территорий, особенно, скажем так, флаг в Крыму, в Севастополе, это полный, скажем так, ватный взрыв мозга в головах вот этой всей ватной массы в России, шовинистической, которую пропагандой десятилетиями бивали голову, что вы русские самые-самые, что вы с американцами только, скажем так, наравне мир делите, и вообще все изобрели русские, и все войны выигрывали русские. Вот эта многолетняя шовинистическая пропаганда по телевизору, в школе, в учебниках истории, она породила вот эту массу вот этих орков. И, естественно, у этой массы вот это и есть, она опасна, ее можно под этими шовинистическими лозунгами там на соседей, чтобы не наускивать, мясные штурмы устраивать, и все. Но также обратный эффект. Когда побегут, то побегут все, а когда в Севастополе поднимут украинский флаг, то они обозлятся, и у них начнется там полный хаос и против власти, и война банд, а вот этим захваченным, оккупированным народом, татарам, башкирам, бурятам, северокавказским народам, вот им их разборки как бы нафиг не нужны. То есть начнется вот такая вот центробежная распад. Не такой, как в Советском Союзе, там на столе президенты Белоруссии, Украины и с Ельциным там решали. А такой более, скажем так, кровавый распад я вижу. Я это не хочу, конечно, чтобы людей убивали, но я другого там просто не вижу. Там будут мощнейшие центробежные силы будут разрывать эту империю. То есть ей пора сдохнуть. Это бесчеловечное образование. Оно столько Дякую людей за ответ. убили. Дякую за ответ. Еще короткий вопрос и короткое питание и короткий ответ, пожалуйста. Значит, вы ставите полностью под сомнение силу русского оружия. Дякую. Да, короткий ответ тебе. Вообще русского оружия нет. Это все либо немецкое, либо ворованное. Какое еще русское оружие? Где ты увидел? В 19 веке с Наполеоном русские воевали при помощи английского оружия, то есть англичане. В Первую мировую войну огромные запасы на десятки миллиардов тогдашних
не знаю, фунтов. Им англичане оружие дали. Смотри, вопрос задавался в том ключе, чтобы как бы военная сила России, а не оружие. Ну, это так скажем. Ладно, едем дальше. Гетман. Спасибо. Вопрос написал Байбак, к сожалению, человек не может говорить, потому я его озвучу. Смотрите, какой вообще процент современной чеченской молодежи поддерживает идеи Ичкерии, и есть ли у вас какой-то ли план просвещения для чеченской молодежи, для восстановления правды, для разглашения, для распространения информации о происходящем и для понимания будущего поколения, что реально происходит и что делать дальше? Спасибо большое. Ну, мы над этим работаем, поэтому и создана вот эта чеченская демократическая партия. Дело в том, что чеченцы с конца развала Советского Союза вот из-за этой войны сильно радикализовались. Война всегда радикализует, особенно народ, который исповедует ислам. Вы можете посмотреть на Афганистан, где точно все повторилось. То есть Афганистан очень мирная страна, там учатся студенты, студентки, я имею в виду вот королев до 79 года, до 1979 года, до вторжения Советского Союза, это очень мирная светская страна. Хиппи на своих этих Volkswagen бусах очень любили путешествовать по мирному Афганистану. Это было их излюбленное место через Афганистан, Иран, Пакистан, Индию. То есть это была нормальная страна. Потом началось вторжение Советского Союза, а война радикализует. К сожалению, мы тоже этого не избежали. К концу уже 96-го года, естественно, это все также и дирижировалось. Дирижировалось оно с Востока и, естественно, с подвалов Лубянки, с КГБ. То есть КГБ засылал нам всяких агентов под видом мул, имамы джихада там, и всякие агенты, поскольку у КГБ очень мощная ближневосточная агентура была, то есть они оттуда засылались. В Москве печаталось огромное количество разной литературы в издательстве «Бадр» салафитского толка, то есть именно вот военного вида ислама, с джихадом до судного дня. И все это посылались деньги. Масхадову не давали ни деньги. Вот Ельцин обещал ему деньги, чтобы он мог укрепить власть, дать людям, потому что в республике все было разрушено. Все, вся промышленность, до сих пор ничего не восстановлено, кстати. Промышленность не восстановлена. То есть только дома построили, мечети и спортивные центры. То есть Да, 1400 мечей. Да, ему просто банально нечем было давать людям зарплату, учителям, вообще. Есть даже видео, если вы не верите, можете посмотреть, поискать в интернете видео, где с Ельциным стоит Масхадов, и Ельцин говорит: я перевели деньги Аслан Алиевичу, он говорит, что дошла только 6-я часть. Куда делась остальные? Шут его знает. То есть они ослабили власть Масхадова полностью. В Чечне началась, скажем так, расплодились банды, которым давали деньги. Березовский давал деньги, с Востока присылались деньги от братьев мусульман, в кавычках, короче. И они все работали против Масхадова. Конечно, все это не могло кончиться хорошо. И я немножко отвлекся, давай я быстро вернусь снова к молодежи. И вот так нашу молодежь сильно радикализовали. Вот это единственная, самая главная проблема в данный момент у нас – дерадикализовать нашу молодежь и вернуть ее в нормальное русло, то есть отделить религию от политики. Потому что салафитский ислам эти две вещи соединяет. В Европе давно отказались от нормальных цивилизованных странах. Религия – это твое частное дело. Верь во что хочешь, в кого хочешь. Это твое право. В салафитском исламе, так называемом ахлю сунна, политика и религия – это одно и то же. То есть ты обязан построить некое исламское государство, заставлять иноверцев выполнять какую-то свою исламскую программу, законы.
все это чем-то там. Они также, и проблема последняя, совсем коротко, такой системы не существует. То есть нет системы выбора власти по исламу. И они не знают. Есть какие-то шариатские законы, которые извлекаются из священных книг. Точно так же мы можем их извлечь из, я не знаю, священных списков буддизма. Но самой системы выбора власти в исламе нет. Там всегда была диктатура. Вот этих восточных странах была диктатура там, со своими продажными визирями, кадиями, с регрессом. То есть никакого прогресса такая система не предусматривает. Нет свободы, чтобы творить. И вот головы нашей молодежи нужно извлечь. Нам за полгода, скажем так, активной пропаганды в Европе уже удалось, ну, скажем так, большой, ну, относительно большой процент людей вразумить. Мы нашли единомышленников. Нам на данном случае нужна, конечно, поддержка. Ну, поддержки пока никакой нет, но будет она или нет, мы будем этим заниматься, потому что это спасение для нашего народа. Закончил. Плач души, прошу. Следующий Дмитрий, вопрос. нет, Дмитрий там был в очереди. Валентин, Дмитрий был. Хорошо, давай. Я, в принципе, так практически все и так знаю, но у меня вот вопрос все-таки технический, да, вот был все-таки референдум о независимости в Чечне или не было? Потому что, допустим, вот граждане, в кавычках, Российской Федерации утверждают, что не было. В смысле, в 2003 году? Да? Я ждаю, вот, когда было и когда, вот интересно. Нет, Такой Ников, же, он имеет в виду как 90-го Рисули. года. В 90-м был, да, все-таки? Подождите, я хотел бы вот уточнить, как бы встречным вопросом, чтобы ответить, да? В Украине был референдум после того, как вот это Беловежское подписали Ельцин, Кравчук. Ну, у нас даже, да, образовали. до был, даже до Беловежских еще. Не, был в Советском Союзе, типа, хотите ли вы остаться в Советском Союзе? Не, у нас два было. Был, получается, общесоветский, там, про суверенитет и на основах федерации там председания. Ну, там всего 9 республик голосовало. А кроме этого у нас еще было с проглашением независимости. Мне вот просто интересно. Ну, это просто такая чисто техническая деталь. Это Нет, дело в том, что у нас не было нужды вообще-то проводить референдум. Почему? Потому что Чечено-Ингушская на тот момент автономная республика, она, если я не ошибаюсь, в 1989 году как бы была, то есть автономные республики, они были в Советском Союзе приравнены к союзным, и, соответственно, когда уже Советский Союз как бы распался, каждой республике они стали государствами. Это как и Украина, как и Беларусь, как Литва, Латвия, Эстония и так далее. Также то же самое было и с Чечено-Ингушской. И затем ингуши провели референдум, вышли из состава Чечено-Ингушетии и вошли в Российскую Федерацию. Вот такой вот референдум был. Да, и еще Можешь задать вопрос? одну минутку, это важно очень. Россия, РСФСР организовали так бы новый федеральный договор, должны были подписать. То есть все подписали, кроме Чеченской Республики Ичкерия. То есть Чечня не подписывала федеральный договор и не входила в состав РСФСР, как уже сказал, после распада Советского Союза. То есть вышла из Советского Союза, потом Ельцин объявил, что федеративный договор должны подписать, кто хочет снова федерацию. И он заставил, или там, не знаю, побудил все автономные республики подписать этот договор, а чеченцы этот договор не подписывали. И не участвовали ни в приватизации, вообще ни в каких этих официальных делах. Ну, вообще-то Тесла, Чеченская Республика вообще никогда в Советский Союз не входила добровольно. Если другие республики в той или иной степени как-то входили, да, там подписывали договора и входили в Советский Союз, то в случае с Чеченской Республикой там было определено, что включена. То есть от нас вообще, у нас никто ничего не спрашивал. Пожалуйста, плач в душе, задавай вопрос.
Да, благодарю. Я хотел первый вопрос задать такой, что до 94 года, то есть одной из причин ввода войск РФ на территорию Чечни было то, что процветал бандитизм, похищение людей, терроризм и так далее. Было ли это? И второй вопрос. На что надеялись чеченцы, когда пошли на борьбу с Россией, и кто поддерживал Чечню в этот момент? Насчет того, что вот этот вот фейковый геноцид, так называемый, русских в Чеченской Республике, это абсолютная ложь. По сегодняшний день, например, я не могу жить сегодня в своей республике. Мои соседи русские, они там живут, которые все эти обе войны там жили. То есть никаких, если сегодня у них есть полностью все возможности, так как они оккупировали республику, они, если был бы какой-то там акт массового какого-то убийства людей и так далее, они бы это давно расследовали бы и там привлекли бы кучу людей к ответственности за вот это так называемые там массовые, чего не было, да? То есть этого абсолютно не было. Помимо того, вот как сейчас точно по той же схеме они спасают как бы русскоязычных в Украине, вот точно так же это был как бы повод, да, там наших бьют, надо спасать. А по факту, когда бомбили Грозно, когда его сравнивали с асфальтом, большинство населения, проживающее там, это были русские. И то есть больше всего русские пострадали от этих бомб. И есть много вот этих видео, каких-то роликов, да, там видео, сюжетов, где русские там пострадавшие от этого, как они отзываются, как они там над трупами плачут, потом как им чеченцы, военные чеченцы помогают, да, и вот этот вот миф, он такой, просто это повод, как вот и сейчас и в Украине там вот эти всякие летающие эти самые гуси или что там было. Потом насчет вот этих банд, Лабазанов, например, банда, Гантимиров банда, Лабазанов, офицер ФСБ русский. Соответственно, отсюда и происходила банда, в которой какому-то шариату по сей день есть эти съемки, какому-то шариату там призывал, создал какую-то банду свою. В итоге его сами русские накрыли, и это никто не скрывает, это был офицер ФСБ. Тот же Гантимиров, тот же самый сегодня живет в России, там имеет свое какое-то дело, предпринимательством занимается. Это как бы те люди, которые посредством которых или от имени которых спровоцировали 26 ноября 1994 года вот это вторжение Грозный с трех сторон, как бы вот этих банд, да, на российской технике, с российскими солдатами, которых пленили, эти съемки по сей день существуют, от которых потом Грачев отказался, типа это не наши солдаты. Потом авиация, которая бомбила в этот день, там, вертолеты. Я сам свидетель вот этих всех событий. Я сам вот почти под обстрел чуть не попал, там, с матерью, там, с родственницами шли от наших родственников. Мы там с ночевкой сходили и с утра возвращались домой. Вот чуть под этот обстрел не попали 26-го, когда вот эти банды русских солдат, офицеров, военных, действующих со всеми вот этими военными билетами в карманах, когда заехали, и это их как бы по телевизору объявляли, что чеченские банды это. Ну, то есть вот эту вот свою культуру, свою русскую, российскую культуру, да, там со времени, когда они расстреливали там здания своего правительства из танков, вот просто ее нам экспортировали. Больше там ничего нового придумать не надо. Давай я немного добавлю, совсем коротко. Вот эта идея, что в Чечне там массовые убийства русскоязычных, русских какие-то происходили, она придумана задним числом. То есть перед вот этим вторжением
когда там был Совет Безопасности, Ельцин, там Шахрай, Сосковец, вся эта компашка сидела, там Шахрай выступал, и есть, по-моему, стенограмма этого заседания их. Они жаловались, что в Чечне большой рынок, и Российская Федерация недополучает 4 миллиарда столько-то денег в год из-за того, что там они со всеми торгуют. У нас была очень хорошая торговля, дикий капиталистический рынок, который сам настроился, и люди начали стремительно богатеть. То есть не было налогов, безналоговый рай. И когда вот перед вторжением Дудаеву выдвинуты были требования Ельцина. Их Грачев ему передавал, там разные люди тогда. То есть ничего там не было сказано, там, ты русским помоги, бандитизм останови. То есть если бы эти цели были, то они бы декларировались бы. То есть Ельцин выступил бы по телевизору, там, или Грачев выступил бы по телевизору, я не знаю, кто у них там еще. И сказали бы, вот прекратите вот эти действия, или давайте совместно бороться с бандитами, там, это. Дудаев спокойно готов был на любой тип сотрудничества, лишь бы его не бомбили, его город, его народ не бомбили. Но ему таких предложений не делали. Ему сказали, сдавайся, все. То есть безоговорочная капитуляция. Ничего, никаких русских, там, не русских. У Дудаева жена русская. Каких еще русских можно ему это обвинять, что он русских не любит? Это бред. Поэтому, когда вот все это не получилось, вот ко второй серии, в 96-м, 7-м, началась вот эта придумка про то, что обижали русских, и, дескать, из-за этого вот войск был. Не из-за того, что русский шовинизм хотел всем рулить и новых территорий, как сейчас в Украине, а потому что они якобы там русских обижали. И вот это до 99-го года, к началу Второй войны, вот эта тема в российских газетах, она «Комсомольская правда», там «Аргументы и факты», вот все эти знаменитые газеты по телевизору, она вот так раскручивалась. В основном в газетах раскручивалась. Раскручивалось, что якобы они там убивали русскоязычных. И это после того, как они, я не знаю, сколько, 80 или 90 тысяч русскоязычных разбомбили в городе. Там. Если у чеченцев были родственники, где-то в селах, и они от бомбежки могли туда уехать, то русские оказались вообще первой жертвой этих бомбежек. То есть защитить русских, кидая 3-тонные или 500-килограммовые фабы на здание, это, я не знаю, какой тип это защиты, это что за бред. В общем, бредятина, даже комментировать не хочется. Обычно Соловьев, Киселев, тогдашняя русская пропаганда. Ой, вы знаете, Тесла, я могу сказать, у меня дедушка с бабушкой приехали в Грозный, и там жили до 94-го года, прям перед войной, вот начало войны, и их вывезли соседи чеченцы, и у меня мама с ее сестрами там родилась. И у них никогда не было проблем с чеченцами. Вот моя мама, она до сих пор говорит, что чеченцы это лучшие друзья. И я лично, да, я благодарна вашему народу, потому что я познакомилась с своей дедушкой и бабушкой, которых я не видела. То есть они приехали ко мне в Украину. То есть я ваши слова подтверждаю. Я могу еще добавить, что вот в Грозном жило довольно много украинцев. Во время Голодомора очень много украинцев. Почти каждая 4-я семья чеченская, по-моему, одного или семью, или украинскую спасла. То есть у нас очень много украинцев. Очеченевшие украинцы среди нас есть довольно много. И вот к вашим словам, и в Грозном тоже было довольно много украинцев в Украине. Я хотел бы вот это чуть-чуть еще добавить, то, что они накидывают, да, вот это, что там кого-то мучили и т.д. и т.п. Вот я сам еще молодым там, пацаненком свидетель, да, когда они выезжали, делали, мы им помогали, вот моя мать там помогала там с документами, это там перед войной, когда случаи были, им делали отказные.
То есть они делали отказные, как бы они отказывались от своего имущества, русские. Здесь они у нас продавали дома, и там мы им вот за это отказное еще платили определенную сумму. И вот я думаю, скорее всего, это как бы задокументировалось, это делалось для того, вот эти отказные, что как бы их то ли выгнали, вот что-то такое. А вот по факту этим людям, вот мой отец, когда дом покупал у русских, да, там, сам, я не знаю, через всю Россию тогда, в 90-х, там банды были, деньги отбирали. Он сам довез вот эту женщину, которая нам дом продала, ихнюю семью, сопроводил с деньгами, короче, там, сколько там, почти пару недель на поезде ехал. То есть вот это вот нагнетание, да, вообще не имеет под собой никакой основы. И если там какие-то частные там преступления, что-то было, то это в 90-х годах в России, короче, я не знаю, в нашей республике преступность была намного меньше, если по соотношению там процентов смотреть. И вот еще момент, да, вообще-то чуть-чуть дальше, если мы назад отмотаем ленту, во время геноцида 1944 года, когда больше половины нашего народа, кого сожгли там, кого там голодом морили, кого там уже когда в Казахстан довезли в вагонах этих, кого там голодом морили, потом вот это тифом травили, что только они не делали. И после того еле-еле, короче, когда там мировая общественность надавила в 1957 году, вынуждены были вернуть чеченцев на свою родину, то их не впускали просто в дома, понимаете, в дома, которые наш народ обжил полностью, как бы вытащили людей, все вот это имущество, все наша вся республика, она осталась, все ценности, все там, все что угодно, да. И вот это все осталось, и когда люди вернулись, то им не возвращали это. И им приходилось там вырывать какие-то землянки. И более того, через 2 года после возвращения, уже в 59-м это, по-моему, огромные погромы начали по всему Грозному там совершать. Там эти самые даже фотографии сегодня ходят, эти старые, где автобусы переворачивали, там машины поджигали русские, то есть просили у власти вернуть назад чеченцев в Казахстан. Ну, тем не менее, мы ужились как-то. Мы ужились, подзабыли вот это все нормально, пытались сосуществовать. И вот я уже пацаненком, там, 6 лет, 7 лет, я помню вот случай даже в автобусе, там, 2 парня молодых, они где-то с села, видимо, приехали и, ну, на чеченском разговаривают в общественном транспорте между собой. И вот эта ненависть, которая там начали вот это вот говорите там на человеческом языке, я вот это запомнил этот момент хорошо, и эти парни там, ну, они начали как бы тоже пытаться, как, одним словом, им пришлось потом выйти на остановке. Ну, вот такое отношение, когда сегодня говорят, что там у русских язык какой-то там в Украине зажимают их, просто моим тапочкам настолько смешно становится, да, вот это вот, их пропаганда эта подлая, да, извиняюсь, за некую небольшую вот эту грубость, да, но я закончу. Назарий, говори. Здравствуйте, я хотел спросить вас вопрос, но перед этим поблагодарить за вашу борьбу и нашу борьбу. Вот я хотел спросить, у вас тейповая система, то есть родовая. При возможном освобождении, например, Ичкерии, тейп Кадырова, он рассыпется или это штучное образование? Как вы это видите? Тесла ответил. Могу ответить, тейп это чисто номинально, это архаическое, Я бы просто хотел бы коротко, вот, просто чтобы понятно, понимание было, да, ничего сверхъестественного в этом тейпе абсолютно нету, тем более сегодня по вот этим генетическим исследованиям, вот, когда сдают вот это ДНК, ничего там выходящего вон из, я не знаю, непонимания мировой общественности, там абсолютно ничего не существует. Это обычная фамилия, то есть род, все, больше ничего в этом такого
непонятного или чтобы там какие-то индейцы, там племена, такого особенного вообще ничего у нас нет. То есть это, во-первых, это наследие, да, нашего народа, когда там жили тейповой системой. Сегодня чеченцы вообще в другой системе живут, то есть когда они в разных населенных пунктах по разным тейпам, то есть там и культура, и все полностью перемешано, да, и языковые вот эти вот отличия там небольшие, да, там диалекты, т.д. Ну, короче, как-то так я, чтобы чуть-чуть вот это подчеркнуть, Тесла, ты тогда уже развеет эти. Тейп – это архаичная система, но она в Чечне давно перестала нести вот какой-то там, я не знаю, как в Шотландии, вот здесь Маклауты зовут, там здесь МакКонноры там какие-то. Это просто чисто, как сказал Ибраим, как некая идентификация фамильная. То есть нам русские навязали свои эти фамилии, убрав нашу систему, но она все равно у нас присутствует. То есть я могу сказать, так, как меня зовут, какой у меня тейп, какая ветка, какое направление, там, вот так генеалогию свою выдать, и по этой генеалогии я идентифицируюсь. То есть там, не по имени, отчеству и фамилии, а по имени, по гару, по ветке, по тейпу. То есть это чисто номинальная, это все российская пропаганда, чтобы типа там чеченцы это какие-то индейцы с тейпами там с друг другом там. Есть какой-то тейп Кадырова там, не знаю, вот это Бено тейп, там очень много тех, кто просто в этот тейп приняли. Кстати, во многих тейпах очень много людей, которые сбежали на Кавказ, очеченились и тоже их приняли в какой-то тейп. То есть там нету генетического родства, очень, почти нету, только что Ибраим вам сказал. То есть в его тейпе кто-то может быть родственником, скажем, ингушскому какому-то тейпу, или еще какому-то, или вообще итальянцам каким-то, я не знаю. То есть тейп давно уже перестал быть, может, 1000 лет он назад был какой-то системой, что вот здесь живет какой-то тейп по местности, и он отвечает за эту территорию, там входит какой-то союз с другими тейпами, чтобы защищаться от монголов, скажем, или от хромого Тимура, от византийцев, там, от персов. А сейчас это чисто просто номинальная, сохранившаяся такая архаичная, номинальная, но она не влияет. Это в российской пропаганде она играет какое-то ключевое значение. Там чеченцы поделились на тейпе, там друг друга мочат за тейп или там еще за что-то. К Да, тому же спасибо. он... Спасибо. Да. Спасибо. Давайте следующий. Евгений, Неолитик Мэн. Доброй ночи. Доброй ночи. Задавайте свой вопрос. Я, в общем-то, не планировал ничего задавать, даже руку не тянул, но раз вызвали к доске, какой-нибудь вопрос задам. Мне немножко было непонятно, вот когда докладчик-то выступал основной, он сказал, что был 1 миллион чеченцев, там русских никто не трогал. Тем не менее, я так помню, что, во-первых, их было 1 200 000 или 1 300 000, может, мне местные подскажут, где правда, где точнее цифра, до 91 года, причем этот состав, такое вот, количество населения, там 300 000 русских было, и этот состав, процентное соотношение, оно сохранялось на протяжении десятилетий еще, как минимум со Второй мировой, а то и до Второй мировой, там, я точно не помню уже, то есть долгие десятилетия там было около 300 000 русских. А после вот этих чеченских конфликтов население русскоязычное сократилось там меньше 100 000, по-моему, там точную цифру тоже сейчас не назову, потому что не готовился. Вот куда эти 200 с лишним тысяч русских делись? Их что, все убили бомбардировками вот этими? Или они, может быть, выехали? Почему именно русские выехали, да, так, в таких количествах, почти все? Вот мне немножко вот этот аспект непонятен. Спасибо. Тесла, Ибраим, ответьте, Можно я я бы отвечу потом на от себя вопрос? добавил бы кое-что. Ответь. Я разберу тогда Можно этот мне вопрос. ответить? Можешь ответить, Чарльз. Нет, Тесла, говори. Во-первых, вот как сейчас русских, которые завозят на место этих, например, крымских татар, украинцев в Крым, точно так же
после выселения чеченцев, то есть тотального выселения, я про выселение долго могу рассказывать, там очень много интересного, трагичного, но не будем отвлекаться. После выселения, то есть на 10 минут на сборы давали, то есть люди оставляли все свое имущество. Около 800 тысяч человек, по нашим данным. Представьте, это по тогдашним меркам. Их всех просто даже не давали доесть детям еду. То есть они оставили огромное количество имущества. Там старинные, все наши старинные артефакты, оружие, там серебряное, не серебряное, золотое украшение, ковры, не ковры, инструмент сельскохозяйственный. То есть целые два народа, ингушей и чеченцев, полностью до нитки ограбили. Там, сунули в эти вагоны скотовозки по 50, по 60 человек в один, там, 2 метра расстояние с одного до другого. Где там по дороге 1000 с чем-то померло, а потом и 50% уже там на месте померло. То есть вот этих людей вывезли и на их место завезли русских военных колонистов. Никакие они не до Второй мировой войны. До Второй мировой русских в Чечне было довольно мало. Были казаки, вон там, станица Гребенская, терские, не терские, там, ставропольские, там. Но их коммунисты там, поскольку они были за царя, много погеноцидили. То есть, а в самом этом Чечне русских было очень мало. То есть это военные колонисты, завезенные к нам. Как вам сейчас в Крым завозят вот эти всю вату, вот так и нам завезли эту вату. 5000 армян завезли, там еще кого-то, еще кого только не завозили. Естественно, когда побомбили, им было куда уезжать, потому что они откуда-то приехали, они же не там, большинство из них там не родилось там, в Грозном. Да, дети там и подростки там, молодежь родилась, но их отцы это точно, это просто привезенные туда люди на место от геноциденного народа. Да, их действительно бомбежкой так бы поубивали и бомбежкой оттуда выдавили. Если бы не бомбили, то я как раз перед войной в Грозном работал телемехаником, то есть чинил телевизоры, видеомагнитофоны на выездах. То есть довольно много русскоязычных было. То есть звонили по телефону, я выезжал там, ремонтировал. То есть я могу такую статистику дать, что многие уехали, но довольно много еще оставалось. И собиралось дальше оставаться. Потому что на Кавказе в этот момент из-за безналоговой системы началось вот такой страшный капитализм. Скажем так, прибыльный капитализм. Ты мог поехать куда-то, привезти что-то и продать. То, что там криминал был, да, я согласен, что был криминал. Во-первых, было очень много людей, которые вот забрали твое имущество, дом, все, и не отдавали тебе. Когда мой отец и мой двоюродный дядя, брат моего отца, то есть мой дядя, они вернулись вместе с сестрами, им их дом не отдавали. То есть там туда заселили какую-то русскую, не знаю откуда, с Рязани, там Смоленска или еще откуда-то. И она просто отказалась отдать чужой дом. Уехать, откуда она приехала. Там прошло, может быть, 10 лет, сколько там, 13 лет. И вот мой дядя, он работал трактористом все эти годы, 13 лет высылки, он работал трактористом в Казахстане. Вот он все эти деньги, которые он там заработал за это время, он отдал ей, чтобы она вернула нам наш дом. Уже полностью обворованный, там ничего уже нету. Просто вот этот участок вместе со стенами из саманного. То есть вот эти люди, были люди, которых отобрали. И их дома, где их предки жили там сотнями лет. Естественно, когда... Если я добавлю тоже немножко. Да, когда наступило, вот так скажем, освобождение от оккупантов, то нашлись, естественно, по статистике, они должны были найтись люди, которые забрали свое. И это потом, но это очень эпизодически, и я никакого массового там геноцида русских даже близко не было. То есть в Чечне по статистике вы можете посмотреть, если сравните с остальными регионами, там, с Москвой, с Петербургом, там убийств в 100 раз меньше. Просто таких криминальных этих случаев в 100 раз меньше будет. В первую русско-чеченскую от войны, от бомбежек
порядка 35 тысяч русских погибло. Вот такая цифра есть. И то, что вот это вот до войны, есть тоже такой момент, который надо подчеркнуть. Если чеченцы не могли проживать в своем городе, да, Грозном, не могли работать на каких-то работах, то есть полностью в правах были ущемлены, скажем так, да. И вот это вот статус титульности русских, которые в городе проживали, там работали начальниками на каких-то этих должностях, каждый почти русский имел дачу в Грозном, то таких возможностей у чеченцев как бы в этом были урезаны. Даже когда в Грозный город там с какого-то населенного пункта приезжал человек, то он не мог там находиться, так как у него нет прописки, до вечера, и потом до свидания должен был назад. А когда уже власть поменялась, то чеченцы уравнялись в статусе с русскими. И вот некоторые посчитали это неким геноцидом, что вот эта вот чернь, она как бы уравнялась в таком статусе с титульной нацией и уже имела возможность работать на каких-то там должностях, имела ли возможность иметь тоже какое-то имение, дом, дачу, машину и так далее. Давайте идем дальше. Я Манки добавлю. Кинг. Добавь и Манки Кинг задаст вопрос. Тут важный один момент мы упускаем. До 94 года, вот человек, по-моему, сказал, что 200 тысяч куда-то пропали до войны. До 94 года в Чеченскую республику приезжали сотни английских, американских, европейских журналистов. Ни одним из этих журналистов не было зафиксировано случая гонения против русских. 200 тысяч, даже 100 тысяч. Просто задумайся, насколько это огромное количество. Если бы это было, я задаю вопрос, покажите хотя бы одну фотографию, одно видео массового, хотя бы одного массового захоронения русских людей до Первой войны. Оно должно было быть. Понимаете, в чем суть вся? Да, мы, чеченцы, чеченское общество, как любое, подчеркиваю, нормальное общество, не утопическое, имеет какие-то свои криминальные элементы. И как Никос сказал, этот геноцид, в кавычках, был придуман задним числом. Берут какой-то частный случай, там русский идет, и чеченец идет, он хулиган ему по башке дал, там плеер забрал, все, геноцид. Потом, кто этот материал собирал, я фамилию его забыл, кто этот раздул потом в 2000-х годах про геноцид. Вот так собрал какие-то частные случаи, и выдал их 10-20, например, случаев, все уже кажется, что это было на национальной почве. То есть пропаганда выставляет так, будто бы Дудаев целенаправленно на государственном уровне систематически уничтожал русских. Это полная чушь. Это все выставляется так, будто бы как в Руанде параллельно как раз вот в те годы был действительно геноцид, когда хуту просто среди бела дня и ночью, и днем убивали мимо проходящих тутси. 200 или 300 тысяч человек погибло там за несколько месяцев. И если был действительно геноцид, пусть Россия собирает документальные подтверждения, пишет доклад, и с этим докладом пусть идет в Организацию Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций объявляет чрезвычайное положение и вводит ограниченный контингент войск на территории Чеченской Республики. Вот так надо делать. А не заводить войска, и это что получается? Попутно загорелся аппетит, что ли? Взяли и как его? Потом ввели этот референдум, провели фейковый на штуках. Ну для чего это все делается? Зачем? Цель была просто оккупировать. Это подтверждается на практике. А это только повод. И то повод, который придумали задним числом. Понимаете, даже они в свое время не сообразили придумать про геноцид русских. Все, я закончил. Манки Кинг, давай. Да, всем привет, доброй ночи. В принципе, я весь стрим слушал. Вроде не пропустил, вроде не задавали мой вопрос. Смотрите, ребят. Представляете ли вы процессы, и как вы их представляете, если не секрет, процессы смещения узурпаторов в регионе при условии гибели или смещения центра внимания ФСБшной хунты, которая есть, да, то есть там Росгвардия, ФСБ, соответственно, контроль условно России. И второй вытекающий вопрос оттуда, как вы видите развитие Чеченской Республики Ичкерия,
после окончания власти Путина и его вассалов вообще, в принципе, в регионе? Какие процессы вы вообще видите? Там, условно, демократические, недемократические, и если, там, условно, по воспитанию народа и населения и так далее? Всё. Первый вопрос я пропустил, Тесла. По второму, да, вот развитие Я могу господа. повторить тебе первый. Оно как бы А, одно из другого, потому Ну, что я... без первого нет второго. Окей. Давай повторю. Процессы смещения узурпаторов у вас в регионе, как вы их видите, при условии, что давайте там условно там сделаем imagine, да, то есть ну, как бы это будет, я практически уверен, но как бы после гибели ФСБшной хунты, либо ее смещение на внутренние вопросы России. Как этот процесс протекает? Это какая-то революция, это смещение, опять-таки, власти. Как вы видите вообще смену власти в регионе? Каким образом? Ладно, Тесла, начни ты. Я могу только... Короче, во времени, когда мы будем приближаться к этому развалу России, то мы увидим уже, скажем, признаки будет, как это будет, какой сценарий. Я просто сейчас могу, там, не знаю, 2-3 сценария сказать, как это может обернуться. Ну, когда в Москве, скажем так, власть падет, там начнется хаос, там, или какой-то дележ власти, я не знаю, у нас находилось на нашей территории около 100 тысяч российских военнослужащих до вторжения в Украину. С техникой, там, со всеми этими вещами. Каждые 15 километров, по-моему, военная часть, там какой-то подразделение военное. Сейчас их, скорее всего, поменьше, потому что Украина много на себя оттянула, они вряд ли могут позволить себе там столько содержать. Но все еще там в Ханкале довольно много, особенно ФСБ и всяких. Если в Москве власть действительно так сильно ослабнет, если там начнется вот это, и как бы Кадыров и его приближенные станут такой независимой силой. То есть их крыша, пахан Путин там полетит, слетит, и у них есть довольно достаточно много денег. То есть они могут автономно дальше платить зарплаты там, или содержать вот этих силовиков, там какие-то каналы, черные каналы поставки наладить, я не знаю, через Иран или через Турцию, или еще что-то. В общем, что-то они могут там при желании сублимироваться, скажем так, инкапсулироваться в какой-то Талибан такой, мини-Афганистан вместе с диктатором Кадыровым. Сколько это простоит тоже, это трудно предсказать. Я не знаю, сколько денег у них. Может, у них 10 миллиардов заныкано, может, 20 миллиардов. Бюджет Чечни это 1 миллиард в год где-то. Там зарплата учителям, силовикам, врачам, там, госслужащим и прочее. То есть теоретически они могут довольно долго. Другое дело, что там это как пауки в банке. То есть Кадыров не любят вот эти окружения. Они тоже захотят. Вот, вполне возможно, там начнется второй сценарий, что там начнется междоусобица. Кто-то захочет отнять у Кадырова власть, какая-то группа тоже вооруженная. У населения оружия нет, его отобрали, население запугали, зашугали, там, если даже из Европы ты что-то скажешь, сразу могут донести визит твоим родственникам, чтобы они предупредили своего родственника как бы заткнуться. То есть это беспрецедентный, скажем так, контроль над целым народом осуществлен. То есть даже те, кто убежал, все еще находятся в этом, зависимо от этого концлагеря. Дистанционно под этим. Зависимо от этого концлагеря, который Путин и Патрушев, весь этот Кремль устроил. Кадыров там, кстати, не главный. Кадыров это просто человек, которого они показывают на Запад.
украинцам показывает, типа он там все контролирует, там есть вот эти хорошие русские продажные журналисты, эксперты, политологи, которые тоже вот эту теорию, что якобы у Кадырова есть какая-то самостоятельность. У нас есть информация, что этой самостоятельности нет. Там в Ханкале сидит ФСБ, и любой даже капитан или майор ФСБ русский из Ханкалы главнее и важнее Кадырова. То есть, по крайней мере, до войны в Украине это было так. Сейчас они какую-то там поводок у них отпустился, и у них есть какая-то самостоятельность. Это второй сценарий. И третий сценарий, который потребует вмешательства Запада, Украины, скажем. То есть это беспилотники, там, не знаю, назвать эту операцию, скажем так, демократический страйк по уничтожению верхушки, тем более они военные преступники, они уже засветились в Украине, и как бы это, скажем так, богоугодное дело убрать вот этих преступников, которые сделали очень много зла, хотя и через ТикТок, но все равно украинскому народу. Украина, я думаю, будет очень влиятельной страной, с очень мощной армией, особенно современной армией, зависящей от дронов, от роботизированных систем, то способна будет это совершить такой страйк милосердия над чеченским народом, скажем так, избавить его от этих волков. Сар, задавай вопрос. Там была еще вторая Добрый часть вечер. вопроса. Добрый По, вечер. Я по, хотел бы поприветствовать всех. Секунду, там вторая часть была и не ответили. Сейчас следующий ты Агент, будешь потом карту. включи Корсара. Да, Да, я бы вот по первой части, что вот это какое-то восстание там ожидать, как вот эти вот люди, которые там в Украине где-то шастают, обещают, что у них какие-то там все на сектора поделены, то есть это абсолютно не соответствует действительности, что там возможны какие-то восстания, потому что вообще чеченский народ, он потерял доверие. То есть если вот это доверие мировой общественности, его не вернуть как-то вот это все дело, то никакого ни восстания, ни вообще там национального какого-то единства этим вообще не будет там пахнуть. По второму вот этому вопросу, насчет того развития, да, там, после, скажем так, Развитие. денацификации. Да-да-да, что После с Божьей помощью, если денацификации, да-да, оно да, самое, после как Путин стремился. денацификации Российской Федерации, вот это развитие, но у нас существует четкая конституция. Вот, от редакции 92 года. Кстати, там есть вот эти вот какие-то моменты, которые те или иные преступники посягали на нашу конституцию, вообще незаконно пытались там какие-то поправки вносить. Но это мы будем разбираться в Конституционном суде уже после всего. Но у нас есть четкая конституция, у нас есть четкий путь, который наш народ в 91 году то есть встал на этот путь, выбрал его. Это первая статья нашей Конституции прописана, что Чеченская Республика демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. И у нас вот это направление только в демократический мир, только то есть в одной семье с цивилизованными странами, скажем так, и все, больше других путей, там, с какими-то Востоком, с какими-то, там, я не знаю, вот этих бабуинов, которых нам подсовывают через всяких этих религиозных офицеров, то это вообще не наш путь развития. Спасибо большое. Я чисто минутку добавлю, что восстание также в Чечне невозможно по техническим причинам. То есть там из Моздока самолеты взлетят и будут просто убивать мирных жителей. То есть нет никакого способа от этого защититься. Это будет как в Алеппо, как в Грозном было, как в селе Комсомольское, по-нашему, Сади-Котор было. То есть это бессмысленно. Даже Украина, если бы у нее не было ПВО, ей бы пришлось перейти к партизанским методам сопротивления. То есть большую часть Русня уже оккупировала. То есть это решающий фактор защиты с воздуха. То есть если защиты с воздуха не будет,
И, как сказал уже Ибрагим, доверие населения, что их не кинут, там, скажут, короче, ну все, мы теперь переговоры с Путиным сделаем, там, не знаю, а вас уже опять, короче, разбирайтесь как хотите. То есть там два фактора, короче, поэтому это wishful thinking, думать, что там можно какое-то восстание такого замордованного и от геноцидного народа ожидать, без всякого прикрытия с воздуха, без оружия, без ничего. Я можно буквально минуту добавлю к этому? Насчет восстания, я еще и до войны в Украине, до февраля, слышал, вот чеченцы у нас как бы отождествляли или даже уже приравнивали к русским, что мы вот терпим Кадырова. Но это такие обывательские комментарии, я часто натыкался. Чеченцев поломали, чеченцы прогнулись и так далее и тому подобное. Эти люди не понимают. Кадыров абсолютно это ничто, это мыльный пузырь. В Чеченской республике находится 150 тысяч российских войск, это 15% от всей российской армии. Это первое. У чеченского народа нет оружия. И восстание чеченского народа, это означает, вот в данный момент, это означает открыть для России второй фронт. У нас для этого, как Тесла сказал, у нас нет для этого оружия, у нас нет для этого средств, абсолютно ничего. Если бы чеченцы знали бы, во-первых, если бы Кадыров был бы действительно наш избранный президент и диктатор, тиран, если бы чеченцы знали, что в случае восстания нас будет подавлять протест наша армия со своими там слезоточивыми газом, да, резиновыми пулями, дубинками, чеченцы давно встали бы, но чеченцы понимают, что по всей республике разбросаны российские военные базы, и это они будут нас с великим удовольствием убивать танками, градом, самолетами и так далее. Понимаете? Поднять восстание сегодня в Чеченской республике, это, как я повторяю, означает открыть второй фронт. Но для русских, для москвичей, 100 тысяч москвичей хватило бы, я даже не говорю про остальных русских, 100 тысяч москвичей хватило бы поднять восстание в Москве и сжечь Кремль. Вот поднять восстание русским, это означает закончить войну в Украине, потому что русская армия все равно не будет убивать так рьяно, так жестоко свой народ, как это будут делать русские с чеченцами. Понимаете? Я хочу, чтобы это украинцы понимали, что сегодня чеченцы просто сломаны, и у нас нет возможности восстать. Просто нет. Не восстать, а открыть второй фронт для России. Да, спасибо. Корсар, задавай вопрос. Да, я хотел вот, слава Украине, во-первых, хотел бы вот просто добавить одну вещь для познания участникам и спикерам всем. Вы понимаете, вот тут заходят русские, по всей видимости, и задают такие вопросы, чтобы заставлять чеченцев, пострадавший народ, а это не только чеченцы, и украинцы, и грузины, это везде они используют этот метод. И это, кстати, и хорошие русские так делают. Заставляют оправдываться своих жертв совершенными ими же преступлениями. Они начинают тебе задавать такие вопросы, вроде бы ты ничего не сделал, ты никого не убивал. Но эти твари сидят и тебе говорят, ты должен оправдываться перед людьми за то, что тебя убивали. Ну, сколько можно? Ни одного нету доказательства совершения хоть какого-либо массового убийства. Не то, что там геноцид русских. Какой геноцид? 140 миллионов. 140 миллионов. Какой геноцид может быть? 2-3 человека, если там в криминальной разборке убили какие-то ублюдки, это же не значит, что весь народ там что-то делал. Были, да, криминал был в свое время. Как везде, но меньше, чем по России был он в Грозном. Я сам житель Грозного. Ну, понимаете, вот в чем проблема наша, украинская, и всех жертв русской агрессии, они стараются заставить нас оправдываться. Вот в чем надо их всех ставить на место в первую очередь. На эти провокации надо им отвечать жесткими лобовыми вопросами. Что значит геноцид? Они убили 300 тысяч чеченцев, это минимально, их глава администрации Чечни это сам заявляет от России, что они убили 300 тысяч чеченцев. И нам каких-то мифических жертв заявляют. Я все закончил. Спасибо за время. Да.
Я прокомментирую немного. Смотри, Я следующая. да, сейчас следующее. Те, кто это понимает, им не надо это объяснять. А те, кто задает такие вопросы, да, и ведет себя так, ему не объяснишь. Все, задавай, админ. Можно, да? Да, давай. Говори. Я извиняюсь, просто с микрофончиком не все в порядке. Значит, смотрите, доброй ночи. Меня Надин зовут, я являюсь администратором группы «Москва подводная», которая занимается тем, что разбирает русскую пропаганду на молекулы, выявляет несоответствие, своего рода просветительная работа для простых обывателей. В связи с этим у меня вопрос. По твоему мнению, насколько это целесообразно? Стоит ли на это тратить время? Потому что в группе есть люди, которые действительно осведомлены в конкретных аспектах, и я этот вопрос очень часто задаю, поскольку часто слышу тезис, что Чечня проиграла именно информационную войну. Является ли уровень телеграм-каналов эффективным? И второй вопрос. Какой именно, как тебе кажется, формат этих разговоров более эффективный? Потому что есть каналы, которые более радикально разговаривают. Конкретно я в этом не вижу никаких фактов, конструктива и так дальше. И более лояльная, и так дальше. Пошло-поехало. Спасибо большое, у меня все. Насчет вот этой информационной войны, да, никакой войны информационной с нашей стороны никогда, можно сказать, не было и нет. У нас абсолютная вот эта блокада, скажем так, информационная, которую мы по сей день, вот это вот проклятую, да, не можем пробить никак. И те даже какие-то, я не знаю, группы, скажем так, людей, всякие вот эти вот, которые в нашем обществе по сей день там в соцсетях и так далее, где-то там общаются, какую-то распространяют информацию. Ну, дело в том, что нас вот до того облапошили, да, наш народ, что многие люди как бы являются полезными идиотами и пропагандируют сегодня сами против себя, да. Опять-таки это связано с вот этим религиозным фактором, который постоянно нас преследует, да, там, с начала вторжения там, России на нашу территорию и так далее. И вот это вот, одним словом, информационно. Вот представьте, вот сейчас мы когда чуть раньше говорили о там возможном восстании, которое невозможно, да? Просто чтобы какое-то восстание, чтобы что-то было, вот этот народ, да, вот представьте Бучу, да, какую-то, все, ну, мои соболезнования, да, всем близким, что там, вот такие Бучи у нас тоже часто происходили. Здесь тоже это упоминалось, там, Алды, Самашки, ну, частные, потом вот эти гибели, да, ну, массовые разные. И на фоне вот этого, я вот к чему это вот Бучи люди, да, которые подверглись вот этому, и потом их все, вся мировая общественность называет там, вот как сейчас здесь нам навешивают, ну, или от незнания и так далее, вот что Корсар говорил, да, в частности, что типа мы должны оправдываться. Вот при всем при этом, если там Украину сейчас бы обвиняли бы, да, что в Буче, несмотря на то, что в Буче происходит и т.д. и т.п., как бы, если бы в статусе агрессора, да, там весь мир, то на этот мир уже как-то люди подозрительно бы смотрели, что за мир такой, который тебя обвиняет, ты тут весь кровью изливаешься, а тебя еще обвиняют. Просто вот в такой какой-то ситуации наш народ находится по сей день. Вот это информационной какой-то войны, это вообще очень громкое слово там для нас, информационная, что война. Да, против нас она, конечно, ведется постоянно. И вот, как я говорю, к сожалению, нашими, из нашей среды, вот, из нашего общества, полезными идиотами, она ведется против нас. Вот, и их используют. Спасибо. По поводу вот этого второго фронта я совсем коротко добавлю, что
У Чечни нету границ с внешним миром, как у Украины, например, с Европой граница, чтобы как-то там возить оружие туда, там, танки, там, ПВО и все такое. Единственная граница это Грузия, а Грузия в данный момент она пророссийская, то есть полностью контролируется из Кремля. Я вот еще чуть добавлю, когда даже сюда, на Запад, в Европу, чеченцы перебирались, и я когда перебирался даже сюда, я чувствовал недоверие, переезжая сюда, просто это был единственный шанс, да, как-то. Или там надо было взорваться, уже другого варианта не было там, или же надо было как-то в какую-то на время как бы переехать и уже вести дальше как-то какую-то деятельность. И вот когда я сюда перебирался на Запад, уже многие наши соотечественники, просто такое недоверие все равно было. Потому что вообще о таком явлении, как права человека, вот этих вот вещах, да, которые там, международное право, которые там на Западе, в цивилизованных странах происходит, оно для нас уже там, начиная с 90, там, середины 90-х полностью отсутствовало. То есть мы уже вот в этой среде, и вот этот мир, который полностью игнорирует это, с его молчаливого согласия вот это все происходило. Более того, мы еще там виновны были вот в этом во всем. То казалось, что все равно как-то, ну, какое-то недоверие было. И сегодня вот наши люди, сограждане, которые находятся там в оккупации, они под постоянной промывкой вот этой вот, да, там, пропаганды, когда 24/7 им вливают, что Запад там какой-то вот это ЛГБТ, МЛГБТ, там, они там совместно с Россией там уничтожают нас, там, мусульман, не мусульман, вот это вот все через вот эти вот религиозные приемы применяются. То есть вот в такой этой ситуации мы находимся, поэтому это, я не знаю, это за один раз объяснить, да, вот эту ситуацию сложно. Просто, может, это непонятно, когда кусками вот так выдается информация. Но все равно попытаемся как-то объяснить происходящую ситуацию. Друзья, У с меня ваших... вопрос. Я вот задавал два вопроса, мне ответили только на один из них. Второй вопрос очень важный, я его не просто так задал, что в нашей ситуации мне очень интересно, как думали вообще чеченцы. Вот он, повторю вопрос, на что рассчитывала Чечня, когда попыталась бороться против России, и кто ее поддерживал? Были ли вообще шансы на успех обретения этой независимости? Спасибо. Да, я коротко могу ответить, чтобы нам времени не терять. Никто не поддерживал, имеется в виду материально и оружием никто. А морально или, скажем так, Запад не хотел, чтобы у нас тут, ну, скажем, следил за правами человека. А тогдашняя Россия, ельцинская, уже постсоветская, она, ну, очень слушала Запад, то есть опасалась Запада, ждала кредитов от Запада. То есть она, хороший шанс был, тем более Дудаев знал, что из себя представляет советская армия. Мы все знали, что она из себя представляет. То есть, но в основном людям не оставили выбора. То есть какой тут выбор? И давайте, сдавайте все. Никаких разговоров. 2 часа парашютно-десантным полком. 3 дня Киев возьмем. То есть нам выбора не оставили. Такое ощущение, как будто там мы запланировали победу, там думаю, так, сейчас мы вот эту 140-миллионную русню победим. Никто так не думал. Нам сказали, вас сейчас будет унижать. По нашей ментальности, если ты не даешь отпор, то тебя будут бить в 10 раз сильнее. И тебе в 10 раз хуже будет потом. Можно вопрос? А, Или там давайте. кто-то занимал очередь? Давайте. А,
Хочу Я спросить просто, вот там Хусейн говорил, что вся надежда на то, что ну, Россия развалится. Ну, по сути, я тоже вижу только два выхода: либо развал России, либо это в Украине постоянный Израиль, то есть постоянные военные действия там периодические и так далее. Вот, как вы видите Чечню после украинской войны? То есть это отдельное государство, это какой-то союз кавказских, возможно, свободных государств, или это большая автономия? Как вы видите Чечню после э, украинской войны, Э, ну, Я, Украино-российской войны? да-да, я вижу Чечню свободной, если, конечно, наша деятельность, там, деятельность других чеченцев будет иметь определенный успех, поддержку в народе, там, Запад поймет, поддержит и так далее. То есть хороший шанс есть. А что касается других этих республик, то они как бы подписали вот этот федеративный договор и добровольно так, хотя это, конечно, спорный момент, и там нету никаких, скажем так, поползновений отделиться от Русни пока. То есть мы их не видим. Есть отдельные люди, которые мечтают там, свободы для своего народа, там, отделение вот этой Мордорской империи. Есть такие люди, там, у карачаевцев, там есть у кабардинцев, у дагестанцев. Но по больших групп значительных, чтобы они какое-то влияние, как в Чечне, например, то нету их вообще, отсутствует, как есть исламские радикалы некие, там еще кто-то, но нету этого запроса. То есть должен быть какой-то запрос, чтобы, конечно, нам было бы легко, и Дудаев всем этим лидерам северо-кавказских республик в свое время предлагал: давайте вместе отделимся от России, то есть Россия не сможет нас захватить или угрожать, там, если вы все вместе отделимся. К сожалению, они не согласились. Там, в Ингушетии даже был референдум, где они все согласны снова стать частью России. Подписали федеральный договор. Другое дело, сейчас Россия совершила страшное количество преступлений. В Украине убило большое количество людей. Международное сообщество это признает, цивилизованная его часть, по крайней мере. То есть Россия еще по полвека минимум будет платить украинцам репарации там, через суд, через разные механизмы. И вот эти народы, подписавшие федеральный договор, кроме Чечни, они как бы стали заложником действий своих действий вот этом 92-м или 3-м году, я не помню точно, когда они подписали вот этот федеральный договор. Поэтому вот коротко, если обрисовать ситуацию, например, в Дагестане никаких поползновений отделиться от России нет. Их не выселяли, их Россия так сильно не давила, чтобы они какое-то желание имели отделиться. И в Волгине там вот они не против войны. То есть они против войны, но из-за того, что на территории Чечни находилось большое количество вот этих российских войск, до сих пор очень много баз, то рядом вот эти дагестанцы, им очень нравилось служить контрактниками на территории Чечни на этих базах. И вот за эти 20 лет очень много дагестанцев прослужило на территории вот этих российских базах, и, естественно, они стали резервом. То есть в случае войны первым забирают их. И поэтому, когда началась украинская война, их начали там массово скопом на мясорубку Украину. И вот от этого эти волнения, вовсе не от того, что там какие-то центробежные силы хотели отделиться от Русни. То есть у вас единственный союзник в данный момент на Кавказе у общего цивилизованного мира это чеченское сопротивление. Все, никаких других пока не видно. Есть какие-то поползновения, небольшие группы, но пока других не видно. Даже Грузия стала пророссийской и вышла из орбиты влияния Запада. Ну, с Дагестаном, там же Дагестан это ж не мононациональное, то есть мы просто плохо понимаем, что происходит сейчас на Кавказе. Но, насколько я знаю, Дагестан это около 20 народов. То есть Да, не так, 36, чтобы если точнее. это 36. захваченная персами территория, и, естественно, они завозили туда много людей, это, скажем так, туда
500 лет назад кто-то переселился, 200 лет назад кто-то переселился, 700 лет То назад. есть среди всех народов Дагестана вы не видите никакого, скажем так, там попытки там вырваться из России и так дальше. Просто я же говорю, я, ну, как бы Кавказ вам ближе, и поэтому я не очень хорошо понимаю, какая ситуация там сейчас происходит, поэтому я задаю такие вопросы. Это связано с несколькими вот этими вещами, с ментальностью, с историческими событиями. То есть дагестанцев не выселяли, то есть не совершали над ними вот этого тотального страшного геноцида с уничтожением почти половины населения, как совершили над чеченцами и ингушами. То есть у них нету зуба на Кремле, скажем так. Что для нас являлось основным аргументом отделиться от этого страшного государства, которое в любой момент может там, не знаю, начать уничтожать твой народ. Плюс дагестанцы в свое время получили вот всю эту собственность, отобранную у чеченцев, 10 минут на сборы, там все оставляется. Большая часть была дагестанцами забрана. То есть они соучастники этого, скажем так, в кавычках, не будем говорить, там, накидывать на весь народ. То есть у них нету там каких-то центробежных, какой-то ненависти, как у украинцев есть, к примеру. Вот эта война породила ненависть к россиянам. Хорошо, спасибо, я понял. Такой нету у Дагестана. Плюс это как бы многие народы в Дагестане, это не автохтоны, это там, лакцы, например, из Персии завезены, там, и еще. Это просто было, скажем так, шелковым путем, и там вот этот Дербент, этот проход, 3 империи за этот проход друг друга убивали, периодически нас пытались оттуда убрать, на нас нападали. И в течение вот этих столетий там заселилось очень много там рабов завозили, там другие народы завозили, 3-е, 5-е, 10-е кочевники приходили, короче. Из-за этого это мишмаша, там, он вовсе не появился там сам по себе. Это, вообще-то говоря, была раньше территория нахских народов, вплоть до Каспия. Спасибо. И вопрос админу. Мы не задерживаем это, скажем так, из вежливости, заставляем, люди хотят, наверное, спать. Если бы люди хотели спать, они бы ушли спать. Все Да, бы... думаю, да, я тоже думаю. Можем, если чуть-чуть, если есть вопросы. Сейчас, секунду. Это спасибо вам, что вы столько времени уделили нам сегодня. И нам интересно, потому что многие заблуждались, многие не понимали. И у меня, кстати, еще такой к вам есть вопрос. Как вы считаете, ну, я насколько знаю, что Чечня является дотационным регионом, да? Если Чечня, вы освободите Ичкерию, да, а как вы планируете экономически жить? Или я просто заблуждаюсь в этом вопросе? Да, это хороший вопрос, конечно. Это самый важный, кстати, вопрос. Даже важнее, чем политический, потому что распад империи неизбежен, исторически, скажем так, и он предрешен объективными историческими законами. А вот экономика, это да. Чечня не является дотационным регионом, это вранье. В российской, скажем так, системе она смахивает на ордынскую, на вот эту Батыя, Чингисхана. То есть все забирается в Москву, а потом оттуда кидается что-то. Вот так же то же самое происходило и в Чечне. Забирали нефть, только нефть забиралась через друга Путина Сечина с Роснефти, а бабло выделялось своей этой банде силовиков Кадырову. В общем, и вот там он там половину себе забирал, видимо, половину населению отдавал. И вот так происходило это. То есть никакой там дотационности нету. Они что забирают, то и примерно отдают. Короче, забрали нефти, скажем, на 1 200 000 000. И кинули в бюджет $1 миллиард. Там. Плюс еще они, кстати, налоги собирают там, за газ, за свет. За все это время они не построили ни одной там, не знаю, для генерации каких-то мощностей электростанцию, забрали нефтяные вот эти заводы по переработке нефти. Если у нас, скажем, на $1 миллиард нефть добывается в год, то ее можно переработать и продать уже за 7 миллиардов. То есть нефть, которая
переработка Давай. стоит гораздо дороже. В общем, экономическая ситуация, ну, при государстве Ичкерия, в принципе, нормальная, стабильная и не будет никаких проблем. Правильно я понял? Нет, нам нужно будет какое-то буферное время, поддержка там ООН, мирового сообщества, потому что этот механизм запустить надо. А нефтянку они забрали, вот эту, в 2000 году забрали нефтепереработку, вот все заводы, все. Оставили только нам мечети и спортивные центры строить, ну и здания, коробки строят. В общем, ничего они не восстановили, так что положение нас, ну, не ахти. Добрый, задавай вопрос. Немного плохо ловит. Смотрите, ребята, но все равно же есть, вот говорил предыдущий оратор, который, ну, человек постарше, говорил, что были такие моменты, что у молодежи особо выбора нету, они платили взятки, чтобы устроиться ну, там, в полицию, да, и по сути такие вот авторитарные режимы, они этих людей замазали кровью. Вот допускаю, что вот ушли российские войска. У вас вот есть понимание, как вы с этими людьми потом найдете общий язык? Теми, кто запачкан. Перед тем, как кто-то ответит, могу я попросить включить антитеррора ЧРИ? Пожалуйста, спасибо. Это, конечно, Он снизу. это, конечно, проблема, и они именно это и пытались сделать, замазать как можно большинство людей кровью, чтобы потом устроить из них такой щит, чтобы от разъяренного народа обороняться. Но как бы ты, сколько ты людей не замажешь, ты не можешь замазать такую значительную часть, чтобы там, я не знаю, разъяренное общество, ты от него защититься. Вон у Каддафи было много замазанных или, не знаю, купленных, и ничего. Когда, если народ поднимается, там ловить нечего. Там, они, скорее всего, готовят себе базы, куда убежать. Там, в Катаре, там, в Саудовской Аравии, там, я не знаю, если договорятся с Эрдоганом в Турции, у них очень много денег, так, то есть ради инвестиций, их краденных денег, такие режимы их могут принять. То есть они, скорее всего, сбегут. Ну могут и остаться. И то, что это является проблемой, да, конечно, является. Поэтому нам и нужна помощь от мирового сообщества. На мировое сообщество поможет только демократически настроенным, правильным, скажем так, чеченцам. Радикалам оно помогать не будет. Зная это, Лубянка, Кремль вкладывают огромные средства, засылают там вот этих мул-агент, вот этих дагестанских мул, еще кого там, с Востока, со Сатлинских, Каскетских. Да, всяких Тумсо Абдурахмановых, замдиректоров Да, электросвязи, которые, кстати. да, И их популяризируют через вот эти каналы, которые здесь на западном, грубо говоря, бабло, да, здесь развиваются. То есть вот эти «Дождь» всякие, там, новые газеты, там, «Кавказ Реалии». К сожалению, на западные средства, вот эти вот средства массовой информации не сбивай пропагандируют. мысли. Не сбивай мысли, я сейчас закончу. Вот Лубянка вкладывает огромные средства и усилия вот на протяжении вот этих 2 десятков лет, чтобы как можно больше радикализовать чеченскую молодежь, чтобы как можно больше посадить на религию. Построили, как уже сказал Ибраим, 1400 мечетей. То есть это у нас населенных пунктов 400 штук примерно. Представьте? То есть на каждый населенный пункт там, по 2-3 мечети. То есть они пытаются нас как можно, потому что это для них гарантия, что Запад нас будет игнорировать, то есть мы превратимся в какой-то талибан, и они могут там вот этим талибаном рулить вот через этих религиозных мул, вот этих дагестанских, кастецких, там вот этих тузиковых, ну и прочих. У них очень много развелось вот этих исламских. Просто послушайте их риторику, и там сразу определите, кто из них сажает молодежь на этот радикализм. Вот мы работаем, вот этот же антитеррор, который сейчас зашел, скажем так, во главе этого движения, работает на дерадикализацию чеченцев. Это для нас архиважно, это супер важный вопрос, чтобы чеченцы стали нормальными, не заложниками радикального ислама, а нормальными, демократически настроенными
людьми, готовыми жить в одной общей Европе и с украинцами, и с немцами, быть в семье цивилизованных народов, так сказать. Тем более наша ментальность и демократические традиции доисламские у нас очень сильные. То есть у нас была демократия еще, когда у многих ее не было. У кого есть вопросы, можете поднять ручку, вам включат микрофон. Протектор, ты не хочешь ничего задать? Друзья, я бы хотел, если антитеррор Черей он включил, то дать ему, может, он хочет что-то добавить тоже. Он тоже ведет контрпропаганду русско-бедуинского этого исламизма и против русского православного международного исламского терроризма. И он немало делает, так что если он зашел, хотел бы, чтобы он тоже выступил, сказал пару слов. То, что вот озвучил сейчас СБИ, да, русский международный исламский терроризм. То есть мы, вот и наша партия, и там наши соратники, мы его называем именно так, потому что он является таковым, потому что мы это как бы все через себя пропустили. Вот чуть раньше здесь Тесла тоже разъяснял о том, как между двух войн, вот это в основном нас радикализировали. Я сам, еще будучи там 16-17-летним там, парнем, который тем более потерял близких людей, там, ну, я интересовался тоже вот этими брошюрами всякими, которые нам бесплатно тоннами завозили полностью, да, основание разрушенной республики, где у нас нету ни печати, ни абсолютно там, ни типографии, ничего подобного. И завозили нам из России вот эти вот книжки, которые бесплатно раздавали, да. И книжки, которые ты после того, как почитаешь, там, ну, такое самое такое радикальное как бы учение, да, у них. И то же самое Министерство информации и печати Российской Федерации, которое нам как бы благотворительно присылает вот эти книжки, оно сидит и тебя днем и ночью поливает помоями, да, в телевизоре, там, Доренки всякие, вот эти Соловьевы и так далее, да. Вот. То есть вот это вот то, что в наш адрес происходило, и сегодня по сей день десятки сайтов вот этих радикализированных всяких. Если сегодня в адрес русско-украинской войны не может пикнуть ни один россиянин, там, например, недавно девочка какая-то что-то «нет войны» написала, там ее окружили, ОМОН, там, Рубок, я не знаю, все вот эти в касках, в масках там показывают вот этот ролик, то, ну, то есть это до того преследуется там, да, то в то же самое время вот эти десятки, если не сотни каких-то радикальных там Ислам.ру, Алиф ТВ, ну, какие-то Эль-Ахтисам, вот это вот льется днем и ночью. И еще льется это направлено именно как бы на чеченских примерах, примерах какой-то чеченской войны. Вот просто там, кто не в теме, да, кто там не мусульманской, скажем так, религии, они просто далеки от этого. Но вот мы, к сожалению, вот это пропуская все через себя, эту тему четко осознаем. Поэтому вот и в частности, как СБИ назвал, надо это называть своими именами, потому что это именно русский международный исламский терроризм, за которым стоят они и который они используют, там, начиная от Ближнего Востока, там, кончая Кавказом и так далее. Спасибо. Задаем следующие вопросы. Включаю Корсара. Вопрос можно задать? Это СБИ. Да, Ты про одну и дайте только ему, говорил. да, антитеррор Мурт, да, дайте ему тоже слово сказать, пожалуйста. Он тоже наш уважаемый участник, и пусть скажет свое слово. Спасибо. Потому что уже был, Требую давайте. слово антитеррору. Корсар, после тебя, давай. Дякую, Корсар. Вітаю вас, друзі. Пошли, Корсар. Ты еще не был, давай ты первый. Я передаю слово Да, антитеррору. Пожалуйста, включите его.
Да, Мурда, извини. Витаю вас, друзья. Являясь великим последователем великого ученого, мыслителя, философа, политического деятеля, антитеррора ЧРИ, я буду защищать позицию чеченского независимого государства на всех площадках, которые будут предоставляться нашей нации. Антитеррор. Да, Твой слушаю. сарказм неуместен на этом, они не поймут этого. Это Да, продолжение того. да, 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 давай без прекрати. этого, Но да. ты меня уже сразу заглушил, тогда я буду молчать. Я не буду говорить, если меня будут отвлекать. Не, Не, хай معنا هيشتغل просто из-за того, что нормально выступаю и все. Доехал, второй. Кетер, бать. Просто зрителю разъясните, что это то, что он сейчас говорит, это сарказм, да, там, Да, это уточнить. сарказм. Просто у нас между нами мы так всегда шутим, сарказм, и не каждый Это не поймет. сарказм, Поэтому это не это сарказм, это позиция, официальная позиция нашего делал антитеррор, нашей нации. Ребят, успокойтесь. Все все прекрасно понимают. Все понятно. Давайте я буду говорить тогда. Пожалуйста, не затыкайте меня. Я не могу, когда меня затыкают, потому что я очень чувствительный человек. Я хотел бы сказать украинцам, особенно именно украинцам, национальным украинцам, которые за свою национальную идею переживают, ни в какой форме, ни в какой обертке нельзя поддаваться заигрываниями с русскими, потому что русские по-любому вас переиграют. Вы должны твердо стоять на своих позициях. Именно национальное независимое государство, территориальная целостность Украины. Со всеми территориями. Даже не должно быть ни малейшего подозрения на то, что вы уступите даже в каких бы ни было переговорах, даже промежуточных. И еще с вами будут работать по всем фронтам, конечно же, Российская империя, она очень богатая, у нее очень богатый опыт и очень сильно развита агентурная сеть в вашей стране. Это тоже не надо забывать. Вас будут разыгрывать по религиозной карте, по межконфессиональной, по межэтнической, типа западники, украинцы, восточные, центральные, киевские, сельские, городские. Будут поднимать вопросы коррупции, будут поднимать вопросы даже политических противостояний ваших разных политических сил, групп, партий. У вас должна быть только одна твердая позиция. Россия – это враг, русские, они вам все равно не братья, и никогда ими вам не будут, даже если вы этого сильно будете хотеть, но все равно они вас подмянут, предадут и загонят вам нож в спину. И вашими союзниками, стратегическими партнерами должны быть Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Больше вам надеяться не на кого. Все, завершаю свою речь. Спасибо. Дякую за внимание. Да, Спасибо. немножко добавлю. Дело в том, что, знаешь, в чем ситуация? Если, ну, как не то, что если когда мы вернем контроль над своими границами, то это будет просто выигранный второй этап войны. Это ж война все равно не закончится. Мы просто ее перенесем либо на детей, там, на внуков, на правнуков. Как и у нас это было с Первой и Второй русско-чеченской войной. Они когда подписывали договор, Хасавюрт, если не ошибаюсь, их депутат и те, кто были с Лебедевым, то есть официальные лица, сказали, ничего, лет 5 окрепнем, вернемся. То есть Ичкерии им понадобилось 5 лет. Может, у вас понадобится 15-20, но все равно это обратно вам придет, чего я очень не желаю. Корсар вопрос хотел задать, давайте дадим ему слово. Да не, я из той же команды с этими друзьями зашел. Он не наши, Все да, понятно. он не знает. Да, всех собрал, кого мог там. Давай Так что точки пусть говорит, Дейл, точки. Дейл. Точки там руку тянул. Или давай, Дейл. Да, здравствуйте всем. Спасибо за слово. Спасибо Одесситу за стрим. Наконец-то я посмотрел. Это второй, так понимаю, большой стрим полностью от начала до конца. Ну, интересно, увлекательно. Очень много нового узнал.
Вот такой вопрос. Ребят, скажите, ичкерийцы, ну, я не знаю, как правильно, чеченцы, ичкерийцы, вот я немножко путаю здесь. Вот, но все равно считаю ваш народ свободным. И хотел бы задать такой вопрос. Скажите, будут ли какие-то наказания для людей, которые в свое время по их вине, по их инициативе было пролито столько крови, и будет ли месть как такая, как вот, ну, допустим, наподобие, как это правильно, Моссад, когда вот они мстили, или, ну, вот евреи потом мстили за Вторую мировую, они искали этих людей, как-то их нейтрализовали. То есть будет ли какая, ну, когда-то такое планируется? Может быть, это сейчас есть? Вот мой вопрос. Спасибо. Кто хочет, я أشقالي могу. لأسؤال Я могу, если дадите. ألا Спасибо за вопрос, очень актуальный вопрос это. Дело в том, что чтобы у нас наш народ очень маленький, малочисленный народ. И если мы сегодня, как некоторые предлагают, допустим, вот такую вакханалию, ну, месть, вот это все, дикость, убийство, у нас вообще мало останется. Люди же, мы сегодня в 21 веке живем. И поэтому наша партия, например, хочет, чтобы над нами маленький народ ничего не стоит, никакому бюджету, даже американскому штату не будет стоить. Маленький такой народ с такой маленькой территорией взять протекторат. Это наша мечта, в принципе, чтобы нас под свой протекторат взяла Америка. Чтобы ввели войска и не было кровопролития. Чтобы было установлено нормальное правовое государство, помогли нам встать на ноги, потому что Россия там Я извиняюсь, но натворила. у обычных людей останется месть. Обычные люди, Не, мне кажется, я хотел хотят бы мести. закончить, я не закончил, я к этому приду, если вы мне дадите. Дело в том, что если будет нормальный суд и нам помогут установить нормальные государственные структуры, в том числе и суд независимый, и люди увидят, мы же не с Марса приехали, мы те же жители этой планеты, как и все, которые живут вокруг нас. И все хотят справедливости, юстиции. Если будет нормальная справедливость и будут наказаны преступники, то и кровной мести не будет. Во-первых, кровная месть возникает, когда не действуют законы и власть. Когда власть откупает или прячет преступника за деньги, или еще за какие-то, или он при власти человек. Если будет нормальное, справедливое воздаяние за все преступления, то, я думаю, нужда отпадет сама по себе. Нам нужен протекторат нормального цивилизованного общества на первые 5-10 лет минимум. Вот мой ответ вам. Этот человек может уточнить вопрос? Моссад суд над кем? Над чеченцами, говорят, то чеченцами из наших или над русскими, российскими людьми, Нет, ты которые его не понял, творили? ты его не Над понял. русскими. Ну, Да, кто Корсар, виноват? ты Кто Можно я, походу не виноват? Кто можно я понял, отвечу? виноват? Корсар, цехето. Кто Да, виноват? русский, то, да, цехето, Корсар, ты Можно неправильно. я скажу, Дейл? Можно я скажу? А? Дейл, насколько мне известно, не то, что насколько известно, это точно известно, то, что Израиль, я вообще полностью поддерживаю в этом. По-моему, какой-то микрофон, да, включен? Не, это был вопрос. Ну, я просто Израиль, спросил, мне интересно было. я понял, да, Израиль никогда не берет на себя официальную ответственность вот за все вот эти вот, где они ликвидировали арабских террористов, немецких нацистов, они не брали на себя официальную ответственность. Да, все знают, все понимают, что Израиль, но ответственность они на себя не берут. Если когда-нибудь мы будем обладать такими ресурсами, как Израиль, просто мы не можем также на официальном уровне сейчас говорить, вот как бы на всеобщее, вот да, мы будем ликвидировать, потому что это противоправно, даже если они террористы русские, понимаете? Но это, в принципе, это не официальный разговор. Если у нас такие будут ресурсы, если каких-то преступников мы не сможем привлечь к международному трибуналу, если Россия будет их прятать, или там, не знаю, неважно, Европа, то какие-то чеченские силы
найдутся, которые захотят этих людей найти и ликвидировать, либо их какую-то операцию провести и перевести в Чеченскую республику и судить уже на чеченским трибуналом, то это не исключено. Конечно, как бы вот так вот. Это однозначно. Нам какой-то свой Моссад нужен будет для того, чтобы этих людей находить и привлекать их к уголовной ответственности. Понимаете? Поднимать ажиотаж, что вот в этой стране прячется русский военный преступник. Если его эта страна не выдает, то тогда уже искать другие радикальные методы. Я бы тоже добавил, да, как украинец, как человек, побывавший в оккупации. Смотри, если сегодня, да, точнее завтра мы возвращаем контроль над своей территорией, вступаем в НАТО, то мы вообще от вас ничего не хотим, никакой не мести, вообще ничего, просто вот, чтобы мы получили гарантию, реальную гарантию безопасности, и, блин, никто даже не хочет, ну, вот это, понятно, есть радикально там настроенные люди, безусловно, но их меньшинство, а в основном весь народ просто хочет это, чтобы все закончилось. Агент, можно узнать, вы это кто? Собордеал, вы это кто? То есть вы сказали русские? Не, вы сказали, вместе у нас к вам нету, то вы это кто? Это я Дейлу отвечал. Понял. Просто мы, если что, друзья, я Собордеал, просто 2 секунды, пожалуйста. Я просто в вопросах тоже видел, что кто-то сказал, должны ли отвечать чеченцы за то, что кадыровцы типа сделали, а кадыровцы это российские чиновники, полицаи, что были у Гитлера. Так вот, то же самое, если мы должны отвечать, то получается Крым и Донбасс тоже должен платить репарации, отвечать за то, что якобы воевал против. То есть здесь логика такая же, понимаете? Мы под оккупацией, как Херсон, как Крым и Донбасс, и мы не отвечаем. Всю ответственность несет российское государство. Я хочу, чтобы все это запомнили раз и навсегда. Спасибо большое. По поводу вот этого освобождения, даже если Украина полностью освободится и вступит в НАТО, это не гарантия, что Россия перестанет гадить дальше. То есть даже скорее, вот эта ситуация, к которой мы сейчас пришли, она возникла вот из-за Первой Чеченской войны. Вот когда тогда Русню, если бы остановили бы, никакой оккупации и десятков, сотен тысяч жертв не было бы. Потому все вот... До вас была Молдова, если что. Да-да, вот в России буквально вот американцы посмотрели, и вот это демократия. Поверили Ельцину, там, посмотрели в глаза Путину, там, они не увидели этого. Агент, Приднестровье нельзя сравнивать с нами, потому что там совсем иные масштабы. Ты сравни там уничтоженное население, уничтоженные города, ты поймешь, что это абсолютно... Он не про масштабы говорит, он говорит, что это... Не, ну я говорю такого, да, там маленький... СБ, прекрати, он говорит, он не сравнивает масштабы. Украинская война еще масштабнее. Он говорит, что вот этот первый звоночек был, что вот эта российская шовинистическая империя не собирается менять стандарты своего существования. То есть она снова собирается напасть. И да, Приднестровье действительно это первый такой стук в дверь. Ага, то есть они опять за старое свое имперское собрались. А по масштабности, да, конечно, никакое сравнение не идет. Ну я к Приднестровье этому и вел. не сломили дух сопротивления, поэтому не было такого масштаба. Если ты о масштабах хочешь сказать, то вы в процентном соотношении понесли больше урон, чем мы. Ну да, 1/3 народа. То же самое, что у вас бы там почти 15 народов бы убили. 15 миллионов народу. Так что, не дай бог, конечно. А как вы видите, как вы видите перевоспитание российского общества, чтобы вот это вот в них имперскость эту задушить, чтобы они думали о своей стране, там, как развиваться, как дружить с соседями, не воевать, а именно думать за себя, за свою семью, за страну, а не поддерживать там оккупации и так далее?
Я Можно я в скажу? двух словах скажу. Как говорил знаменитый Шариков, взять и поделить на всех. Все, разделить эту страну, бац-бац, и все. Никаких разговоров, никаких стенаний выслушивать от них. Эта страна должна быть распущена, как всякая гнилая империя. Те были хоть какие-то империи, а это гнилая империя, которая не способна даже сама себя прокормить. Это аморфное существо в принципе. Я думаю, ее надо разделить и указать ей свое место. Вот дать ей вот эти области Причерноземья. Отдать и сказать, вот ваша русская республика, живите ради Бога. Оставьте Да, народы в покое. Корсар, но смотри, Можно это я просто скажу? отобрать у них силу, да, которую они могут использовать. А я имею в виду, ну, в сознание, в голове, как у них поменять, чтобы они, ну, Агент, мыслили как нормальные люди. Дайте возможность ответить ему, агент, агент. Чарльз, Агент, давай. отвечаем. Чарльз, Тебе давай. говорит. Я тебе дам возможность, Чарльз, да, 30 секунд. Спасибо тебе большое. Агент, я тебе официально тоже заявляю, на богатом жизненном опыте, что Россия или русские, или российское теоретическое образование под названием Российская Федерация – это Карфаген, как говорили римляне, который должен быть разрушен. Ни в какой форме эта страна не может преобразоваться и переформатироваться в какое-то нормальное, свободное общество или государство. Сама система, сущность этих людей, которых называют русскими, и те люди, которые другой этнической национальности принадлежат, которые себя отождествляют с русскими, у них в голове имперское мышление. Они сами, живя впроголодь и в тюрьме, хотят затаскивать и подтаскивать и заносить всех под себя. Эта страна должна развалиться, и все оккупированные земли, а также те национальности, которые хотят освободиться, должны обрести свою свободу. Если это не произойдет, то в этом мире с тех пор, это исторический факт, с тех пор, как существует Российская империя или Российское царство, угроза всему миру, а также европейскому континенту. Эта страна представляет угрозу мировой стабильности, мировой экономической стабильности, мировой безопасности именно в сфере военно-ядерной безопасности. А также она занимается террористическими методами на государственном уровне. Пока это люди не поймут, а Запад потихоньку к этому приходит, и большинство политиков это уже приняли и осознали, и понимают, что у них нет другого выхода, потому что Россия их вынуждает защищаться. Этой стране противостоит сейчас все нормальное, цивилизованное западное сообщество. И поэтому Украине и помогает. Не за то, что вы смелый или хороший, или вас любят, потому что они посредством Украины себя обезопасивают и защищают свои интересы. И вы являетесь как бы их стратегическим партнером и тактическим в этом моменте, именно в борьбе, в войне с Россией. Потому что Россия нападает. После Украины будет Польша, будут 3 балтийские страны. Также потом будет Венгрия. И так вот по счету Румыния, Болгария. Это империя с большим богатым опытом. Так что, агент, как бы ты ни искал в них хороших русских, как бы ты ни хотел с ними наладить какие-то человеческие отношения, им не нужны отношения с людьми, им нужны рабы. А рабы, они завоевываются кровью. Потом их переформатируют, перемалывают и их отправляют на новые боевые действия. То, что вы сказали, что была Грузия или Молдавия, но до этого был Нагорный Карабах. Мы об этом забываем. Были события в Тбилиси, были события в Баку, были события в Вильнюсе, в 3 балтийских странах. Потом было только Приднестровье, раздел Молдавии. Потом как бы провоцирование конфликта в Грузии, Южная Осетия, Самочобно или Абхазия. Потом их отобрали, потом задекларировали их независимость, но потом они как бы вошли в Российскую Федерацию, террористическое образование под названием Российская Федерация. Была чеченская, как бы русско-чеченская война, 2 войны, уничтожительные, геноцидные. Потом снова Грузия, а теперь Украина. Они никогда не прекращают воевать. Даже если посмотреть на их историю, до этого был Афганистан, до этого была Корея, до этого была Германия, до этого была Финляндия. Так что она никогда не остановится, всегда будет воевать со всеми своими соседями. Она не может допустить российское террористическое образование свободные страны вокруг себя по периферии. Они даже так и говорят, наша сфера влияния. Этим все сказано. Так что, агент, не ищите, снова еще раз повторяю.
Чем быстрее придет осознание того, что с ними нельзя говорить, тем быстрее вы освободитесь именно в своем внутреннем мире, как человек. И ваша страна будет бороться именно за свою реальную независимость. И будет строить свои отношения с цивилизованным миром, основываясь на реалиях, а не выдуманных каких-то идеях, что можно с ними договориться. С ними невозможно договориться. Там нужно строить большие заборы, крокодили рвы, чтобы там были крокодилы, и сильная противовоздушная ракетная оборона. Все, спасибо. Дякую. Отлично, отлично. Смотри, я специально так задал вопрос, чтобы подтвердить себе ту же самую информацию и ту же самую позицию, как и у тебя. Я не ищу, я реально понимаю, с кем мы имеем дело, и что ничего не изменить. И практически реальных инструментов на воздействие на население России нет. Этим Агент, должен быть заинтересован русские, весь мир, агент. русские должны пройти через унижение. Вот как проходили это немцы, японцы после Второй мировой войны. А русских нужно заставить раскаяться. И прежде всего, чтобы это раскаяние нужно как-то сделать так, чтобы оно в них родилось. В них, в русских, есть очень сильное чувство гордыни, вот этот их страшный их порок. Вот свою неполноценность свою они компенсируют чувством собственного превосходства, мнимого. Вот это чувство превосходства их нужно политически, в военном плане кастрировать. Понимаете? Поэтому, я не знаю, Америка должна, по идее, в эту войну включиться и Москву разрушить. Только когда русские почувствуют страх, унижение, вот тогда в них может это раскаяние появиться. Вот это вот Россия будущего, о которой они мечтают, вот эти вот так называемые хорошие русские, она может появиться только через покаяние. Но они не могут покаяться, знаете, как вот, да, каемся перед Украиной, каемся перед грузинами, а перед чеченцами нет. Перед нами они каяться не хотят. Мы им даем шикарную возможность покаяться. Вот пока они не покаятся, они вечно будут пребывать в этом состоянии, в рабстве. И эту федерацию нужно распустить. В России нет оппозиции, запомните. В России может быть оппозиция только к самому государству. Любой русский, если он просто выступает против Путина, но не за уничтожение Российской Федерации, то он такой же имперец. И нет никакой разницы между ним и между Путиным, и между каким-нибудь там Шамановым или еще кем-то. Он такой же имперец. Нормальный русский – это русский анархист, который за уничтожение этой империи, чтобы на осколках этой империи где-то там у себя, не знаю, в Новгороде там построить русскую республику. Вот так, с таким только русским можно какие-то компромиссы искать, и все. Остальные Друзья, русские это просто имперский сброд. как один польский политик, не помню какой он должность занимал, он говорил, что в России националисты, там анархисты, коммунисты, там либералы, демократы, они это шовинисты. То есть даже вспомните того же Немцова, который очень хороший. Он был за делимую и за единую и неделимую Россию. Они все за империю, просто они там власть хотят чуть-чуть больше, что было у русских, чем дал Путин. Ну, они все за империю, так что это будет очень тяжело, и в этом должен быть заинтересован мир, друзья, понимаете, как был во Сейчас, секунду. времена Японии и Германии. Есть же россияне в чате, вы как-то парируете нам. Или что? Холимен, ты россиянин или нет? І зовсім ні. А есть россияне, кто как бы парирует? А то мы тут наговорили, а вы сейчас... Не, Игорь, ты же знаешь, ты первое место занимаешь, поэтому тебя неинтересно слушать. Блин, что честно, никто россиян не хочет отстоять? Да и нечего говорить просто. Если, кроме как брать, чем можно отстаивать империю, гнилую империю? Я не знаю. Будь на месте их, мне нечего было бы придавить против правды. Против правды не попрешь. Корсар, как один советский чиновник говорил про Россию, страна большая, гнить будет долго. Так что, надеюсь, это последняя стадия загнивания.
Очень хотелось бы верить. Русская республика, Русская национальная республика, Русская народная республика. Вот это был бы хороший выход для самих русских из этой ситуации. И эта республика могла бы быть такой мощной, я не знаю, процветающим каким-то регионом или страной. Ну вот, к сожалению, вот русские, или скорее, к сожалению, это очень сильный такой народ, который уважает лишь силу. Вот здесь проскакивал такой вопрос Сейчас, про... секунду. Дейл, а как бы ты прокомментировал то, что мы сейчас обговорили? Если ты тут. Я здесь, конкретно ты знаешь мое мнение, и просто сейчас бы я не хотел бы высказываться. Но ты знаешь, Да, что я мы об этом поняли. думаю, в принципе. Вот. Окей. Можно по предыдущей теме, здесь о месте такая речь шла. Вообще-то вот это я слышал там в чатах украинских где-то некоторых, ну, мне скидывали. Вот это неправильное понимание, да, там, о том, что, ну, типа, мстительные чеченцы, там, туда-сюда. Я думаю, что это как бы неправильная оценка, потому что вообще вот эта вот месть, она зачем, она, почему ее практиковали, кровная месть там. Вот когда человек находится на протяжении веков постоянно в каких-то войнах, то в том или ином обществе должен быть какой-то сдерживающий механизм. То есть, чтобы там беспредела какого-то не было. Если нету каких-то тюрем, нету какой-то системы, которой можно содержать людей, оплачивать это все. И такой в состоянии войны находящееся там общество, народ, то там возникает нужда вот в этом каком-то сдерживающем факторе. И что там вот эта месть, наслаждение там из-за того, что там человека, когда убивают, в этом наслаждается или в какой-то жестокости, это вообще не про нашу культуру. То есть эта месть, она лишь является, и вообще любое там наказание, да, наказание, привлечение к ответственности, это является лишь сдерживающим фактором. То есть, чтобы общество понимало, что оно не уйдет от наказания в случае там, если кто-то там думает там, превысить, скажем так, полномочия или там заниматься самодеятельностью какой-то в обществе. Вообще вот в нашей культуре, там, хотя это уже наследие скорее, да, там, когда кровники встречались, и один был вооружен, а другой не был, и там у меня завязывался какой-то бой, то кинжал, то есть передавался, то есть это было вообще позором, каким-то трусостью, да, и тем более тыкать кинжалом, то есть протыкать соперника, это тоже считалось трусостью, там, и потом человек не мог бы жить дальше в этом мире и передавал своему, то есть кровнику, своему противнику следующий удар наносить. Потом стрелять в спину, вот такие, какие-то подлые какие-то вот эти моменты. Ну да, сегодня мир чуть-чуть изменился, там, 21 век, сегодня уже так это не работает, да, там, байрактары, беспилотники, потом всякие эти дальние ракеты дальнего действия, потом террористические методы, что свойственно Русской Федерации, которые она потом другим приписывает часто. Ну вот, когда вот в этом вот так вот воспринимают это, да, там месть, там какая-то, нет, мы не собираемся здесь какие-то мести устраивать. Мы хотим в рамках международного права, да, как вот сегодня во всем мире, как в Украине, вот как, например, украинское государство, например, в планах у них есть, как они будут разбираться с военными преступниками. Вот примерно так и чеченское государство
Чеченская республика Ичкерия в рамках международного права будет привлекать к ответственности всех террористов, военных преступников и так далее. Друзья, короче, как Украина надеется для привлечения российских военных на международную, так сказать, силу, также и Чеченская республика Ичкерия и ее народ надеется на международные силы, в том числе Америку и Британию, так сказать. То есть как мы в такой же позиции, ну, почти в такой же ситуации, что и мы, так сказать. Мы оба надеемся на одних и тех же партнеров, так сказать. Самое главное, что Насколько я у вас понял, есть надежда, и э, вы не опускаете руки. Это самое главное. да, хотел вопрос задать. Насколько я понимаю, вы хотите создать на территории Чечни светское государство, правильно? Спасибо. Цель у нас по Конституции, у нас государство светское. У нас первая статья нашего государства, Конституции нашего государства гласит, что мы, Чеченская республика, является демократическим правовым государством. Потом в 4 статье у нас в 6, по-моему, пункте определено, что религиозные объединения отделены от государства. То есть это говорит о светскости. У Поэтому, нас конечно, у одна нас есть вот эти жертвы пропаганды русского международного исламского терроризма, которые там хотят Афганистан устроить у нас и так далее, по какому-то незнанию, кто-то просто там где-то сидя там за этим телефоном, за телеграммом, каким-то чатом, я не знаю, кушая там пирожное какое-то, попивая чай, всякие эти международные халифаты устанавливают. И часто здесь такие бывают персонажи. Вот оттуда это можно, как бы информация такая может идти. А вот вообще чеченская политическая, в любом случае наша демократическая чеченская партия, у нас четко мы придерживаемся Конституции нашего государства. Только в этом русле видим развитие. Только Ребята, я что, понял, это восстановление нашего легитимного конституционного строя, друзья. Легитимного конституционного строя. подожди, насколько я понял вопрос, не то, что он не спрашивает не про то, что у нас в Конституции, а как мы реально будем решать проблему столкновения светской части Ну, как вы с планируете? религиозной. Я просто имею в Да, виду, да, какую бы вы хотели видеть Чечню. Ну, вот в таком да, вот плане я это. спросил. Мы будем, и над этим, кстати, работаем, и довольно успешно работаем, учитывая, что в религиозное стадо нас превращали более 25, там, не знаю, почти по 30 лет, то что мы там за полгода сделали, это без всяких средств при этом о многом говорит. То есть на это уйдет, конечно, довольно много времени. С деньгами быстрее будет, со спонсорами быстрее будет, с поддержкой Запада быстрее будет, много чего быстрее будет. Но даже в любом случае, я думаю, неизбежно это. Тем более все видят, что происходит в Афганистане, то есть кто хочет жить в Талибане. Плюс еще в Европе находится почти что треть нашего народа, то есть 350-400 тысяч человек. И они выбрали, то есть проголосовали ногами, что они хотят демократию, свободу и современное цивилизованное общество, современное цивилизованное государство. Хотят его. Они эти показали своим, что они там говорят, что их там ГБшные мулы заставляют говорить, что они там из-за табуированности обсуждения темы ислама в чеченском обществе перед друг другом говорят, это не играет значения. Вот они своими ногами проголосовали за демократию. И вот те, кто остались дома, тоже с удовольствием присоединились бы к первым, если бы у них была бы такая возможность. То есть весь чеченский народ, по сути, за демократию и светское государство.
И он это показывает своими действиями, поступками. А говорить, конечно, это уже совсем другое дело. Да и говорит, у нас не все в Европе могут, друзья, потому что больше остались родственники. Если что-то скажут, что не понравится оккупационной власти, их родственников всех похитят, заберут. Минимум, что сделать на камеру, извиняться, заставят чуть-чуть и забьют, а максимум даже говорить не хочу. Так что не все даже имеют право, не то что право, даже возможности говорить что-то, даже вот все мы рискуем, так сказать, потому что у нас у всех есть родственники, ну и все такое, сами понимаете. Есть еще вопросы? Арсен хотел. Арсен, говори. Друзья, други, можно я с вами попрощаюсь? Благодарю за то, что за вот этот вот эфир, да. Это для нас тоже очень полезно. И для нас, ну, как бы обмен такой происходит мнениями и так далее. И вообще пробить вот эту информационную блокаду тоже вот для нас это очень важно. Да, как для чеченцев, как для партии чеченской демократической. И, ну, дякую, благодарю. Будет хорошо, если мы будем продолжать вот так еще часто общаться. И в связи с тем, что завтра на работу, как бы я вот вас хочу покинуть. Да, спасибо большое за уделенное время. Спокойной ночи. И Спокойной хочу ночи. сказать, чтобы Доброго вы времени суток. продолжали доносить информацию, потому что очень многие люди не знают, не разбираются, не понимают, попали под влияние российской пропаганды, ну, по поводу чеченской войны, русско-чеченской войны. Поэтому делайте. Это нужно делать, доносить людям. Валейкум салам. Самая большая проблема, что нету выхода к морю. Если бы все северно-кавказские республики вышли бы на освободительную войну, было бы легче. А так Чечня вокруг. Вся Россия, только выход на Грузию, то через горы перешить, можно сказать. Не все так легко. Что, больше никто ничего не хочет спросить, сказать? Я бы, агент, добавил бы к тому, что сказал вот наш друг антитеррор, Мурт антитеррора. Он давал совет украинцам ни на какие уловки русские. Вот эти вот журналистов, которых хороших русских вы приглашаете, клянусь, вы делаете такую большую ошибку. Это просто невообразимо. Они Чечню же не оружием выиграли, а информационной войной. Они нас подставили под весь мир, загнали нам вот этот, как его, мракобесов загнали туда, агентура вся ихняя, исламская такая. Потом загнали воровство людей туда, со всех сторон освещали это. Любой повод они найдут очернить вас. У них есть ресурсы. Вот в чем их выигрыш. Потому что они спокойно грабят все это население оккупированных территорий. Они плотно их грабят. И у них есть ресурсы. А этому населению они ничего не дают. Например, в Европе, где я живу, уже 10 с лишним лет, 300 тысяч евро – это большие деньги для любого чиновника. И он будет рвать все когти, чтобы заработать эти деньги. А вот ты представляешь, что такое для русских выделить миллиард евро на подкуп всех этих чиновников? Ничего не стоит им. И поэтому ихними ресурсами, которыми они грабят эти оккупированные территории с народами вместе,
и владеют вот этими большими средствами, им купить чиновников ничего не стоит. Покупают целыми студиями телевизионными, покупают целыми парламентами покупают. Поэтому я добавил бы к тому, что сказал мой соратник, соотечественник. Надо вам работать над тем, чтобы меньше якшаться с русскими. Иначе вы проиграете. На полном серьезе говорю. Наша беда была, что наши правители после Первой войны начали с ними якшаться, поверив ихним словам, как можно русским верить. Вот поверив им, они сделали все, как сказали русские, и в итоге на нас не обратил внимания ни Запад, ни Восток, никому мы не стали не нужны, потому что нас развели как лохов наше правительство и чиновников. Была агентура, а были просто как лоханутые. Поэтому не верьте ничему, что вам говорят, и отдаляйтесь подальше от всего русского, иначе у вас будут большие проблемы. Они ничего не забывают. Корсар, Если ты не все развалят эту страну, если не развалят, они к вам придут, даже если проиграют. Они вам скажут, даже мы вам Белгородскую область отдадим. Но они потом придут к вам. Однозначно. Я все смотри, закончил. Друзья, вы же знаете, агент, вы же знаете, друзья, что договор с русскими не стоит и бумаги, на котором. подожди секунду. Ты очень правильно все сказал, и эта угроза была до 24 февраля, потому что я сам из Донбасса, и потом был на неоккупированной территории, общался с народом, и народ как бы так более-менее лояльно относился к россиянам и не совсем понимал происходящее. Но после 24-го объяснять народу уже ничего не надо. Народ все уже понял. И пострадали преимущественно русскоязычные города. И тот электорат, который как-то еще там оправдывал, поддерживал Россию, теперь он этого не делает. Да, агент, Сами извини, дожили, да, Саврил, там ребята? секунду, я ему отвечу. Ты понимаешь, тысячи, миллионы способов они еще завтра найдут, чтобы их задобрить. Есть у них такая привычка. Гонят в головы людям все, что угодно. Чтобы завтра они были недовольны, восточные были недовольны опять западными, западные недовольны восточными или южными или северными. Всегда у них тысячи карт в рукаве. Не вздумайте на это клюнуть, что народ сейчас понял. Ничего народ не понял. Народ куда дунет, туда и попрет. Завтра желудок по-другому чуть-чуть проголодается, они на этом всегда покупают. Проголодается, обвинят опять западных, или западным скажут, а восточным вас объедает тысячи, потому что агентура заполнена Украиной, и эта агентура никуда не делась, там 0,1% всего у вас посажено агентуры. И не вздумайте так легковесно относиться к этому. Это и была всех ошибка, которые вот так очень легковесно относятся к этой угрозе. Это очень большая угроза. От этого зависит существование украинского народа, государственности. Так легко не относитесь, ничего подобного. Мы тоже думали, народ понял сейчас, что такое свиньи эти. И ни хрена. Так что не расслабляйтесь, будьте начеку. Первое русско-чеченское мы тоже так думали, агент. Смотри, итог, видим результат. Так что я согласен здесь с Корсаром. Я понимаю эту угрозу, но они, что молодцы, они забрали к себе вот такой основной, да, электорат, который мог бы им подыгрывать. Они их купили у себя уже в России. Они там выдали им сертификаты на жилье там по 3 миллиона. Там еще если бизнес хочешь, там кредиты какие-то выгодные. И всех таких они просто к себе перетянули. Ну, большую часть, скажем так. Ну, идиотов все равно у нас хватает, согласен. Ну, такую известную часть, точнее, агент, таких, которые были известны немалым людям. Да, если можно, еще есть вопрос по поводу нападения на Дом печати в 2014 году, да?
Вот русские новости вообще это преподносят как какой-то, я не знаю, бред, без причины, без ничего. Вы можете это нападение как-то прокомментировать? Что там вообще на самом деле случилось? Потому что, ну, доверять им, ну, такое дело. Олег сам. Это вопрос к нам, к нашим. Да, Ну да, это да, да. чеченцы. Давай я отвечу. Хотелось бы сказать, что нападение, какое бы там ни было, не было бы там нападения, было бы там нападение. Дело не в нападении, дело в том, что воля к свободе чеченской нации, ее не сломить. Она ведется словом, просто своим существованием каждого чеченца на этом земном шаре. У чеченцев нету цели воевать с русскими. Чеченцы никогда ни с кем не воевали, никогда не вели захватнических войн. Чеченцы находятся у себя на исторической родине, на своей земле. Чеченцы являются автохтонами Северного, а также Южного Кавказа, который населяет ареал по обе стороны Кавказского хребта. У чеченцев нет надобности ни с кем воевать. Чеченцы – это состоявшаяся нация со своим государством, которое находится на данный момент в оккупации. Хотят того русские, не хотят ли того русские, или другие люди, другие национальности, другие государства. Чеченское государство было, есть и будет. Нация существует. Да, на нас накидывает российская пропаганда, и это российско-политическое образование. Всякие ярлыки, всякие чуждые нам названия, приписывают чеченцам все вот эти вот противоправные бандитские действия, хотя сами они этим не занимаются. Вся власть, вся вертикаль власти и сущность этого российского террористического образования построена на убийствах, на грабежах, на насилии, на крови. Так что нам не надо кому-то что-то объяснять, где что-то, какое-то было нападение. Даже если было какое-то нападение, то это дело рук российских, русских террористических спецслужб. Все, что происходит на территории оккупированной Чеченской Республики, все происходит под чутким и бдительным наблюдением, а также руководством российских специальных служб, таких как ФСБ, ГРУ, СВР, МВД, прокуратура, Следственный комитет. Там не вздохнуть, не встать, не лечь нельзя без того, чтобы они о чем-то не знали. Там находится, как один участник этого чата говорил, соотечественник, почти по 200 тысяч контингент войск, 150 вооруженных солдат. И сейчас находятся там блокпосты. По всему периметру Чеченской Республики находятся блокпосты российской армии. Все службы там присутствуют российской армии. МВД, ФСБ. Самая большая концентрация ФСБшников это в Грозном, Чеченской Республике. Так что не надо ждать, что в Чечне что-то произойдет. Что могли чеченцы, сделали. Это был исторический момент, где нужно было сопротивляться. Сейчас, на данный момент, чеченцам воевать с Россией не то, что невыгодно. Там не вопрос выгоды или какой-то, как бы, окна возможностей. Физически просто чеченцы не могут воевать. Нас поубивали больше 300 тысяч. Мужского населения меньше, чем женского. Все разбросаны по всему миру. Так что не надейтесь, что там будет какая-то война. Война там не может быть по определению, потому что некому там воевать. Вы это должны понять. Вся надежда и чаяние чеченского народа это на западный цивилизованный мир во главе Соединенных Штатов Америки и Великобритании. А остальное все это пустые разговоры. Спасибо за внимание. Как-то так. И те, кто вам говорят, хотел бы добавить, это чисто провокаторы. И бывает там из близкой к нам национальности садятся там и говорят, вот мы открыли первый сектор, второй сектор, четвертый сектор Ичкерии. Вы понимаете, дело в чем? Любое подозрение, что ты где-то будешь, чем ФСБшники остановили? Убийством родственников. Беря в заложники родственников, понимаете? Только этим они нашли выход. И типа это делают кадыровцы. Это не кадыровцы, это ФСБшные структуры делают сегодня. И всегда делали. Вот эти убийства чеченцев,
заложники берут. Это у них с царских времен, с первого дня появления на Кавказе они брали аманаты. Мы даже не знаем, что это за слово. Аманаты — это брать в заложники воюющих, родственников воюющих чеченцев. Это всегда у них было. И эту практику они продолжили там. Поэтому сегодня все, кто заявляет, что в Чечне какие-то секторы будут, это чисто провокация против чеченского народа. Потому что там все люди находятся в заложниках. Находящиеся 150 тысяч до 200 тысяч группировки российских войск, которые они даже сейчас не вывели оттуда. Несмотря на то, что острую нужду в солдатах, в технике в Украине, потому что им тут хорошо дают проиграться. Они все равно не выводят оттуда. И вот эти структуры силовые из нацпредателей, которые там находятся, никуда они не делись, и под чутким контролем все находятся. Каждый человек, даже минимальное подозрение на какую-то нелояльность к власти, не к власти, а к оккупации этой, это уже грозит не только проблема самому человеку, а его родственникам всем. Поэтому нельзя вообще вот эти мысли допускать, что чеченцы там что-то начнут. Невозможно, потому что загнано, забито население полностью. Я вас вот хотел донести это до вас, Корсар, чтобы вы можно передали. вопрос? Да, я слушаю. Немножко информации. Deutsche Welle 18 августа. Публикация. Министр по национальной политике, внешним связи, печати информации Чечни Ахмед Дудаев признал, что 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил студента Никиту Журавлева, которого обвиняют в сожжении Корана возле соборной мечети в Волгограде. В размещенном в своем телеграм-канале видео Ахмед Дудаев, министр информации, заявил, что когда Адам Кадыров и Никита Журавлев остались наедине, естественно, в тюрьме, он избил его. Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, конституция, но в данном случае есть и религиозные чувства, обычаи, сказал чиновник. Как вы прокомментируете это? Да ты сам все прокомментируй. Deutsche Welle — это пророссийская помойка, это Deutsche Welle, это сразу тебе скажу. Никакого министра информации и никакого Чечни не существует. Есть оккупированный концлагерь под названием Чеченская Республика. Все. Там вопрос должен быть закрыт. Как можно говорить о правовом государстве, когда этого человека берут и вот задумайся над этим. Бастрыкин, кто у них? Глава Следственного комитета России. По его личному поручению, он совершил преступление в Волгограде. Его должны судить в Волгограде по всем законам. Но его по какому-то хрена отправляют в Чечню. Это же чистейшая провокация против чеченского народа. Против имиджа чеченского народа. Русские делают все, чтобы опустить имидж чеченского народа. Они заслали сюда, в Европу, сотни, тысячи комиссаров, зеленых комиссаров, под видом проповедников исламских. Это все бывшие партотделы, партийные отделы. КПСС. Сегодня они работают по религиозной тематике. Все это ФСБшная структура. И сегодня они делают все, чтобы чеченский народ выставить в таком неприглядном виде. Больше никаких вопросов им быть не может. Только для этого все сделано. С Волгограда. Какого хрена туда поехал сын этого гауляйтера? Как его допустили? Имеет право заезжать в какой-то следственный изолятор какой-то 15-летний подросток. Что это за ерунда вообще? О каком правовом государстве, о каком вообще можно говорить?
Это зоопарк. Сегодня это зоопарк, концлагерь в одном лице, устроенный Россией на территории нашей Родины. Вот все, что я могу сказать. Я хочу подчеркнуть, что, скорее всего, и многие источники это подтверждают, что такой факт существовал. Я полностью с вами согласен. Но сам факт того, что, ну, естественно, российские законы мы перечеркиваем, и так называемых этих, как вы сказали, гаутляйдеров мы тоже не берем, но сама суть, я вообще, какой Коран, какой закон, какие отцовские чувства, отправить своего 15-летнего сына в тюрьму к беззащитному парню, чтобы тот его с удовольствием избивал. Попробовал бы это Никита посмотреть на него просто плохо. Его бы там распяли просто. Наверное, может быть, его так и сделали. Но сам факт, Андрей, это какие Андрей, звери. дорогой мой, Вообще нету дорогой слов. Андрей, прекрасный ты наш человек, хороший ты человек, добрый ты, милосердный. За всех ты гуманный, за всех ты переживаешь. Но почему ты не поднимаешь вопрос, Андрей, о чеченской нации, которая находится на протяжении 23 лет в заложниках и в концлагере под открытым небом? Под открытым небом Чечня стала концлагерем, Андрей. Я Надо поднимаю, этот вопрос поднимать. это поднимаю, Ну, то, это что там поднимаю. какой-то... И вот этот Подожди, вот Андрей, факт, подожди, Андрей, этот пожалуйста, факт нужно, дай требует закончить. просто Дай распространения. закончить. А Дай вы ж меня закончить, первым пожалуйста, Андрей. Я тебе просто перебили. прошу, дай закончить. Друзья, Андрей, ну дай мне соблюдайте закончить. порядок. Андрей, сейчас ты поймешь мысль. Успокойтесь, пожалуйста, Андрей. Я вас прошу, умоляю. У вас есть время. У вас целая ночь для того, чтобы навязывать ваши идеи. Чечня, чеченская нация, чеченцы сдерживали этого монстра на протяжении 33 лет. Чеченская нация истощена. Чеченская нация оболгана, унижена, изнасилована, изгнана со своих исторических земель. Что вы хотите и что вы требуете от бедных, разбросанных по всему миру чеченцев, беженцев, которые на птичьих правах живут во всех странах мира, чтобы мы боролись с этой империей, с этим монстром? У нас пол нации уже нету. Каждый чеченец имеет убитого, истерзанного, изнасилованного, пропавшего члена своей семьи. Абсолютно официально. Ты прервался. Звука нету, пропали. Какие внутренние разборки? Это вопросы к российскому террористическому государству, Андрей, а не чеченцам. Это их проблемы. Они занимаются этим. Ваши все вопросы вы можете даже в письменной форме адресовать в Следственный комитет прокуратуры Российской так называемой Федерации бандитского террористического образования. Чеченцы являются, еще раз повторяю, заложниками. И они находятся в концентрационном лагере под открытым небом. В Чечне нету никакой свободы, ни личной, ни политической, ни философской, ни религиозной, никакой. Чечня под гнетом. Перестаньте навязывать чеченцам то, что они не делают и не имеют права делать. Все чеченцы являются заложниками российского, русского террористического государства, которое занимается терроризмом на государственном уровне по всему миру и делает это на государственном уровне. На государственном уровне у них эта система построена, Андрей. Вот о чем надо говорить. Дякую. Спасибо за комментарий. Немножко добавлю для себя. Эта статья выдержка из Deutsche Welle, и я разделяю вашу точку зрения. И еще я сторонник разделения чеченцев и кадыровцев, чтобы вы понимали. Все, Спасибо, спасибо. Андрей. Спасибо, Андрей. Просто понимаете, в чем дело? Вот этот вопрос нас раздражает по одной простой причине, что мы знаем и весь мир знает, нету никакого министра Чеченской республики. Какой министр? Это Шавка там. цитата. Вы прокомментировали. Все, спасибо. Да, Это но цитата. я добавить хочу, что это Deutsche Welle, это такая же
русская пропагандистская кампания. Ее вообще слушать и не стоит. Что Кавказ Реалии, что Deutsche Welle, что почти половина радио Свободы, даже чеченоговорящее радио Маршо Свобода, которое оплачивает Конгресс США. Все это пропагандисты Русской Федерации. Это 100%. И вопрос надо задавать, как сказал вот до меня вот мой соотечественник, к Следственному комитету и Бастрыкину. Какого черта человек, совершивший в Волгограде Ну, вы уже преступление, повторяетесь, я понял. Еще факт был недавно тоже из ряда вон выходящийся, когда журналистку и адвоката избили, российских журналистку «Новой газеты». Ну, вы знаете. В России нет журнализма, дорогой Андрей. Все журналисты это внештатные, штатные агенты ФСБ. Какие журналисты, Андрей? Вы о чем говорите? Андрей, Можете зачитать, простите, кто это сделал тоже? Кто это сделал? Зачитай тоже, Андрей, кто это сделал. Сейчас дайте минутку. Потому Ребят, что еще половину рассказал только, а имена не называешь. ребят, к вам просьба такая. Вы, ну, воспринимаете такую информацию в штыки, и, ну, как будто мы, ну, пытаемся там как-то осквернить вас там или с плохой не в стороны. штыки, мы доводим правду. Агент, не в штыки, абсолютно не в штыки. Мы доводим просто правду, чтобы люди знали, о чем речь. Причем тут Deutsche Welle, которая нашпигована русскими Да. агентурными журналистами. Также Агент, Ост-Вест, смотри, также другие это «Дождь», «Настоящее время», русская служба BBC, все эти правозащитники, это все штатные, еще раз повторяю, не штатные агенты российских спецслужб. Это террористы в гражданском обличии. Все, закончил. Дякую. мы вас агент, просто просто информируем, что знаешь, это агентура все. Не слушайте их, не доверяйте им. агент, просто знаешь, это люди, которые все это пережили, на которых, понимаешь, воевавшие за свою свободу и дом, Я просто готов. за свою семью, их 20 лет поливали грязью, и каждые 20 лет они повторяют одну и то же. Если вам кажется, СБС, ты что с они на агентом дефином поговоришь тоне, то каждый день. Не, да, давай по все, теме. закончил, давай. В Чечне, Давай. ну, пишут в Чечне, ребята, ну, так мы называем эту страну пока. В Чечне вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Малышеву. Они прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой. В суд они не попали, а женщина получила 5,5 колоний. В Кремле нападение назвали серьезным происшествием, которое требует энергичных мер. Так, тут идет описание, но суть такая, их сопровождали еще с перелета с Москвы, потом в Грозном, потом их одели им пакеты силой на голову, затащили их, отвезли куда-то от Грозного, и там пытали, отобрали у них телефоны, у Елены этой пытались взять код от телефона, она не дала, они ей руку сломали, избили голову, очень сильно били по голове, по телу дубинками, а у адвоката забрали тоже телефон. Ну, было настоящее избиение, но это все совершалось под камерами, машины с номерами. Ну, как известно, никого нигде не нашли. Это вот горячие новости. Это было Андрей, 4 июля 23 года. то есть, кроме мы же согласны, что в Чечне, которые все люди контролируют, которые шаг в сторону не могут сделать, единственные люди, которые имеют оружие на территории временно оккупированной Это Ичкерии, это риторический вопрос. оккупационная администрация России, да. То СБ, есть мы это все это кадыровцы знаем. сделали, Это они там просто не как Не, я Копирка, говорю для тех, копилку кто не знает, преступлений Андрей, я Кадырова. не сомневаюсь. Я в тебе не сомневаюсь, я для тех, кто не знает, просто озвучиваю. Я не Может, знаю, есть кто не таких Да, я людей, просто наверное, нету. Андрей, дорогой мой Не человек, дай бог. гарный ты хлопец. Я тебя кохаю, братец, но ты повторяешь российские, русские тезы. Это все делается и представляется
российским террористическим государством, чтобы сказать, что вот какие чеченцы дикари, дикие люди, не понимают, что и к ним приехали какие-то журналисты, какие-то адвокаты. Как может русский адвокат защищать в русском правовом поле какую-то чеченку, которая является женой федерального судьи? Андрей, это же просто взрыв мозга. Андрей, проснись, я тебя Да, умоляю, я тебе говорю. да Не я не надо нам сплю. рассказывать Все я русские шарю. тезы. Мы это все наизусть знаем. Просто для тебя доводим, чтобы ты это понимал. Потому что ты так, если будешь читать Чтоб вы эти понимали, новости в есть таком состоянии, журналисты, я подожди, извиняюсь, что то ты перебиваю. потеряешь свою страну, Украину, понимаешь? Ты будешь в их миру информационном находиться, ты свою страну будешь терять. Тут Чечня-то уже Да-да-да. потеряна, мы это Чтоб вырезали. вы А понимали, если ты есть будешь смотреть такая на это, газета, новая я называется. плевали на эту газету, и все чеченцы плевали на нее. Мы-то знаем, о чем там речь. Это все русские агенты. Андрей, просто эти, знаешь, мы все знаем, что это просто есть люди, которые 20 лет все это знают, которые пережили. И им просто, Андрей, ты не первый, им каждый день вот все это людям просто надоело, понимаешь? Поэтому, Есть может, такая они чуть-чуть газета, новая эмоциональные. газета, она оппозиционная была к власти. Умеренно, как сейчас невозможно быть. Она Как она может прекратила быть свою оппозиционной, деятельность. если она финансируется Подождите, не администрацией перебивайте. президента Российской Федерации? Подождите, не Как она может перебивайте. быть оппозиционной? Ну тогда Подождите, ты меня дайте я выключи, скажу. я уйду отсюда, и ты будешь нам рассказывать, какие мы Подожди, Андрей, Да подождите вы. СБ, да ладно. Еще раз, я хочу подчеркнуть, что новая газета является оппозиционной. Она прекратила свою деятельность на территории России. Она участвует в специальных расследованиях всяких. Ее журналисты преследуются. Вот самое последнее событие. Ее журналиста пытались отравить. Ее журналистки проходили на оккупированную территорию в Украине и показывали, рискуя своей жизнью, то, что происходит в Украине. Кем она датируется, я не знаю. Но там есть честные журналисты, которые пытаются что-то сделать. И вот эта Елена, которая ехала на суд, она тоже является независимым и честным журналистом. В этом я уверен. Так, на Эй, всякий вот ты случай. уверен? Вот ты уверен. Ты тогда будь уверен в этом, но нас не убеждай в этом. Я тебе еще раз говорю, официально заявляю, что Елена Милашина является или штатным, или нештатным агентом российских спецслужб. Это может быть или ФСБ, или СПР, или ГРУ. Какая мне разница, что какой-то журналист из независимой газеты приехал на Украину или в Украину, как они могут говорить и как говорят в Украине, и показывал, типа, что вот он внедрился в вашу среду. Независимая газета никогда не была независимой, потому что она финансировалась Лебедевым, таким олигархом, и с полного разрешения администрации Кремля. Она напрямую контролировалась кураторами из ФСБ. Вот зачем нам, мне, вот лично мне это рассказывать, я должен это слушать. Ну, то есть Милашина является агентом ФСБ, по-вашему? Лебедев добрался даже до Англии. Я Все, еще кто раз хочу живой уточнить. журналист и независимый, Подождите, это ребята, по агенты одному. ФСБ. Давайте еще раз уточним. Милашина Елена, которая подверглась нападению, является, по-вашему, агентом ФСБ? Андрей, вот ты смотри, %. дайте мне сказать 30 секунд. Вот за то, что просто мы с тобой сидим здесь, говорим на эту тему, любой чеченец, который находится в этом чате, может не то, что подвергнуться нападению, его просто убьют. Понимаешь ты? А Милашина спокойно покупает авиационные билеты, летит до Чечни с каким-то адвокатом, непонятно откуда взявшимся, непонятно откуда Немов. он. Нет, какая разница, он Немов, Петров, Сергеев, Иванов, Сидоров, с непонятным каким-то адвокатом, который откуда-то взялся, прилетает спокойно в аэропорт города Грозного, едет, ее избивает какая-то куча здоровых мужчин, типа ей что-то ломает, потом она на камеру что-то падает, какие-то переводы. Ну это же все театр, это же все ихние постановки, мы это все прошли, я лично это все знаю наизусть. Ты вот, Андрей, хороший ты человек, ты вот мне рассказываешь, сидя в Украине, да, допустим, а я тебе говорю, как есть, потому что я все это прошел и наизусть знаю.
Ну, ты не хочешь принять правду, как она есть, потому что она тебя шокирует. Ты хочешь жить в своем иллюзорном мире и надеяться, что есть какое-то там независимое правосудие, независимый журналист, какие-то демократические силы, здоровые силы. Нету там ничего. Они звери, просто звери. Я тебе серьезно это говорю, ты это поймешь, может быть, лет через 20, и тогда ты вспомнишь, что в каком-то чате какие-то тебе чеченцы говорили, что нету среди них ни журналистов, ни адвокатов, никаких здоровых сил. Все они имперцы, звери, они людоеды. Вот кто они. Понимаешь ты? Ну не хочешь ты это слушать и принять. Ну продолжай дальше нам рассказывать про независимую газету. Ну, Точное ответить время. можно? Ну я тебе же ответил уже. Ты сейчас не обратно будешь Я одно и то же говорить. контраргумент скажу. Возможно, вы правы, возможно. На данный момент у меня не было ни одного даже мысли о том, что вы сказали, что она является агентом. Но стоит признать и то, что когда была первая война, и даже, скажу честно, и вторая русско-чеченская война, я был в плену обмана на стороне России. Это честно. Я это признаю. Теперь я осознаю, что я был неправ. Ну, надеюсь, когда-то я пойму и насчет Елены, вот этой вот. Но на сегодняшний день я с вами не согласен. Но кто будет прав, рассудит время. Все, на этом давайте поставим точку. Давай, мы тебе желаем, Пускай друзья, дадим эту друг... Елену Милашину, чтобы ты с ней дружил, и она защищала твои Да интересы. мне Я не тебе просто надо это с ней желаю. дружить, и не надо мои интересы. Я понимаю, что у вас есть своя точка зрения. Зачем вы ее, меня футболите? Зачем она мне? Ты нам Просто говорю рассказываешь про факты. Елену, а я тебе рассказываю тебе про Елену, чтобы она тебя защищала. Не надо, чтобы Елена защищала нас. Давайте, чтобы не было спорить, давай спросим Подожди, еще у Андрей. ребят, украинцев, Андрей, у кого подожди, какая точка зрения на Андрей, этот счет. подожди. Андрей, подожди. Давайте мы эту тему проехали и идем дальше. Мы нормально общались и так далее. Просто проехали эту тему и едем дальше. Ну, я это Можна признаю. ремарку? Будь ласка, хлопці, 10 секунд. Я скажу. Просто зрозуміти. В Росії опозиціонери будь-які, вони або вбиті, або сидять, або вони не в Росії. От і все. Крапка. 100% тебя поддерживаю. Одну ремарку можно? Вот Андрей, этот это парень, он можно? просто все сказал как есть. Я полностью его поддерживаю. Вот молодец, он понял их сущность. Ты красавчик, друг мой. Здоровенько булы. Одну ремарку можно, да? По Лебедеву, что здесь упомянули. Это по его профессии, он ФСБшник. Он ФСБшник, как может быть независимая газета в руках у ФСБшника без его разрешения там ничего не делает? Полковник ФСБ ко всему. Да, в Англии даже добрался даже до английской королевы. Чуть ли не получил это сэра или пэра там получается там. Его сын уже пэр парламента Англии. Они уже туда залезли, руки запустили. Они будут рассказывать про независимую газету. Ребят, давайте едем дальше мимо этой темы. А у меня есть вопрос, можно спросить? Давай, Юль. Но я вот у ребят из Чечни, мне просто вот интересно, только объективно, без бахвальства, вот реально в Чечне существует какая-то, ну, уже какая-то сила, что если вдруг, когда, ну, начнутся какие-то события, которые будут способны свергнуть тот же режим Кадырова, взять, как бы, ну, я не знаю, власть, управление, даже сражаться, возможно, придется за свою свободу. Я не знаю, задавали этот вопрос или нет. Просто есть в Чечне вот это, как бы, ну, как сказать, оппозиция, не оппозиция, а именно сила, потому что это только силой придется это все делать. Демократическим путем вряд ли получится. Просто интересно. Кто, если не ответить, я могу ответить. Просто повтори то, что мы только что говорили 10 минут. Я уже устал повторять. Я тебя Ну умоляю. я Если есть пропустила, возможность, значит, извините, ладно. Он недавно говорил об этом, что Чечня истощена и в людских, и всех ресурсы истощили. За 25 лет чеченцы отдали все этому миру, и в том числе, чтобы Украина вырастила таких людей, как ваш главнокомандующий Залужный? Залужный, да, самый лучший из всех людей.
Чтобы такие люди выросли в Украине, успели вырасти. Чеченцы отдали все свое и жизни, и здоровье, и полнации потеряли на этом, чтобы такие, как Залужный, офицеры смогли встать на ноги, вырасти и дать сегодня по мордам Русской Федерации. Чеченцы все сделали для этого мира, чтобы эту заразу вы уже остановили. Но, насколько я знаю, в Украине там воюет около 2000, если я не ошибаюсь, чеченцев сейчас на стороне Украины. 2 батальона. 2 батальона? Да, 2 батальона имени чисто, Джафара чисто Дудаева. чеченских. Ну вот, Еще есть иностранные легионы, где там вперемешку все. ну да, это я знаю. Ну, я просто слышала и видела, там интервью давали ребята. Просто есть же вероятность того, что они вернутся с войны, и это и будет вот та вот движущая, скажем так, сила. Может такое быть? Дорогая Юля, ты просто открой Google Map и посмотри карту, где находится Чечня. Нет, я Чечня знаю, полностью я знаю, окружена я Русской понимаю. Федерацией, и также Грузия прорусская сегодня, к сожалению. Ну, Нет, Ну, народ нету в ни Грузии не одного шанса прорусский, а им вот власть, да, правительство. тут согласен полностью. прорваться. Народ не Это прорусский. правительство. Юля, просто знаешь, еще дело в том, что вокруг оккупированной Ичкерии, прямо сейчас, пока мы говорим, есть больше 50-60 тысячный военный контингент со всеми видами войск и орудий. Я это уже говорил неоднократно. Именно русских, российских войск, не чеченоговорящих, именно российских, русских. Нет, я имела в виду, понимаешь, понятно, что никакой войной идти, да, это бессмысленно, я не про это говорила. Я имела в виду, что вот когда начнутся вот эти события все внутри России, понимаешь, чисто чтобы воспользоваться вот Нам поддержка ситуацией. нужна будет, Юля, Ну, это нам понятно, поддержка конечно, по-любому. это бесспорно, это Мы за бесспорно. 20 лет потеряли, сами русские признают, что они 1/3 народа у них, что сами русские, понимаешь, Не, 1/3 русские не народа. признаются никогда, это Не, Кадыров. я говорю, прикинь, если они даже сами признают, что убили 1/3, значит, они преуменьшили, значит, там намного больше людей, чем они назвали. Понимаешь? Если они сами назвали 1/3 народ, представь, сколько там минимум почти половина населения должно быть тогда. Мы же знаем, Ну как да. они любят преуменьшивать. Андрюха, я тебе скажу, если бы ты знал, когда избивают человека и на нем такие синяки, на нем живого места нету, там мясо. Ой, Александр, Поэтому давай не ты надо так вот этот что-нибудь. татуаж показывать. Любой Блин, как вы задолбали, вот эти вот руснявы со своими фейками. Александр, мы тебя знаем, ты пока, пожалуйста, воздержись. Здесь люди, вопросы, если официальные людей, пожалуйста, чтобы ответить на ваши вопросы. Пусть адекватные люди их задают. Андрею задать один вопрос насчет этой Милашины. Да. Андрей, ты тут? 3 семерки. Да, на базе. Задавай вопрос, Мурат. Ты сказал, что ты, считаешь Милашину честной. Вот у меня вопрос к тебе. Если она скажет, что Крым – это часть России, после этого ты посчитаешь ее честной? Нет. Нет, я ее посчитаю ватной. Почему ты тогда после того, что она сказала, что Чечня часть России, ее честной? Ну, я считаю, что она независимый журналист, которая транслирует правду. Вот что я считаю. Какая разница я между бы кое-что Милашиной сказал. или между Путиным, который тоже считает Чечню часть России? Мурат, Ну, нельзя ее сравнивать с Путиным. Это журналист. Я считаю ее независимым журналистом. Ты видел фотки? Вот сейчас я выкладывал, открытый был экран, да? Хороший йод намазанный, видели, да, видел. Йод хороший, нормально.
Ну, или это тоже неправда все? Да это Это неправда, йод. ты посмотри хорошо на эти татуировки, йодом обмазаны. Андрей, Да после этого там Андрей, просто я синяки тебе должны быть. скажу одно. Нет, но есть Ну, гематомы. Только Ты что, не ребят? обижайся, но тебе надо выдавить из себя русского. Вот тебе что надо делать. Ты мне не рассказывай, что мне надо сделать, хорошо? Ты оставайся чеченцем. Я останусь собой, Чеченец, хорошо? Без всяких обид. если я скажу, что Понимаешь? Я понимаю, вы у нас это гости, я к часть вам России, очень тебе огромное уважение к понравится вам это? даю, очень Тебе, огромное. У меня есть нет, свое тебе, убеждение твердое, у вас есть свое. И я с вами не хочу спорить, не надо просто мне навязывать, ну понимаешь? вот, И делать из меня например, там русского или россиянина, понимаешь? например, мне не нравится, что ты говоришь, что она честная журналистка после того, что она Твое говорит право. недавно, что Чечня часть России. Как это может украинец говорить? Я не знаю, что она такое говорит, понимаешь? Твое Народ, право. как вы думаете, много Верить, русаков не обрадуется, верить. когда мы здесь пересремся? Подождите, Да мы не подождите, Андрей, сремся. Подумайте об этом. Андрей, я думаю, Андрей, это русский на самом деле. Я тебе говорю, что подожди, ты русский, ты подожди, русак. Вот ты подожди, чисто Иван подожди, без рода, без племени. Я тебе серьезно говорю, ты не подожди, украинец. подожди секунду. Андрей, Так ты это можешь, так и есть. Андрей, ты можешь закрыть эту тему и не Да, я триггерить пацанов? Ну они триггерятся. Зачем ты их триггеришь? Для чего? Я же уже давным-давно предложил. Первый. Зачем ты тогда нам эту спину Олег, мы не йодом триггеримся, абсолютно навязываешь? не триггеримся. Выставляешь? Не-не-не, я тут не согласен, мы не триггеримся. Тут вопрос в том, что Андрей проталкивает вот целенаправленно руснявую агентурную тезу. А когда Мы ему можем... вот задают про Крым, он Какую? говорит, я не предпочитаю ватной, а чеченцам он ее навязывает как независимый журналист. Вот. А для Я украинцев ее он так ее не хочет считаю. принимать. Тогда она для тебя тоже должна быть независимой Украиной, если она говорит, что Украина это часть России. Давай вопрос так будем ставить. Я такого не знаю про нее, это Андрей, серьезно. ну ты это Я тебе делаешь, я не серьезно понимаю. говорю, мы говорим, что Украина является исторической частью России. Для тебя она независимая журналистка сейчас или нет? Вот ответь честно на этот вопрос. Ну, надо разбираться, серьезно. До этого я Видишь, считал ее независимой, я да. тебе говорю, у тебя в голове руснявые тезы, ты русский, вот ты кто, ты не Возможно. украинец. Так а я ж не говорю, что я украинец. Ираст, дайте я Мы слово тебя скажу. слушаем. Ираст, Если ты не украинец, какого черта ты сидишь в украинском сайте и грузишь чеченцев и украинцев своими руснявыми тезами? Уходи А я отсюда, ж не вали к груз... черту свою А в, Россию. чё, а в, Иди чём, на в чем болото, руснявость? Московию. Я тебе серьезно говорю. Ты Я руснявый, ты понимаю. отец. В Вали к чем черту отсюда. руснявость? Иди вон, В иди за том, что я московские болота. считаю этого журналистом независимым. Какие еще противоречия ты во мне нашел? Ты, вот сейчас ты только что сказал, если Милашина, а независимая газета полностью поддерживает войну в Украине, и В каком они месте? являются агентами ФСБ, и ты нам говоришь, что она является независимой Ты журналисткой. А ошибаешься. когда я Или тебе этот вопрос ты уверен, задаю, что ты ты говоришь, истина надо последней разбираться. инстанции? А ты мне сейчас и всем здесь А я участникам да. чата заявляешь, что надо разбираться. Как это ты разбираешься, когда это тебя Ну, касается? потому что Ну, я не разбирайся. согласен с тем, что ты Тут должно быть заявил. или И черное, чтобы мне или белое. разобраться, мне Серого надо нету. посмотреть информацию. А ты Тогда сейчас что тогда, Александр? вещаешь, Если у как тебя нет истина, ты информации, обвинил меня в если у тебя нет руснявости, информации, ты тогда меня не надо выгоняешь из баламутить. чата, ты говоришь, что Это не я выгоняй. Я говорю, что ты толкаю русский дебил и руснявые пёс. Вот ты. тезисы. Какие тезисы руснявые Русский я дебил и толкаю? пёс, я тебе говорю. Ты Ну русский вот дебил и видишь, пёс. мы просто закапываемся на ровном месте. Да не, я не закап, я с такими разговариваю даже не. Ты вошь, вот ты кто по-русски. Возможно, так и есть. Это так совпало, понимаешь? Я хоть вошь, но я за Украину и я за чеченцев, за свободный народ Ичкерии и Чечни. Не надо, что ты был за Ну не чеченцев. надо, Таких так не друзей я в надо. гробу видал. Так ради бога, Я это видал в твое гробу право. таких друзей и союзников. Да Это пошел я, ты, Скажи, в сюда, каком месте ты меня видал в гробу? Расскажи мне, пожалуйста. Очень интересный ты момент. подлая А тварь, то ты мы скотина и столько гнида. соплей Всё, жевали, давай, давайте закончим. выходить на правду. Давай говорить по Андрей, откровенности. В каком Андрей, месте ты видишь меня? Подожди, прекрати. агент. В каком Ну месте ты прекрати меня эту видишь херню, блядь. руснявым? Ну Пожалуйста, нахера ты эту расскажи. херню разводишь, Андрей? Зачем ты эту Ну херню чего ты разводишь? распетушился, как это, начал кричать на меня, голос повышать? Давай уже договаривай. Я сказал, Пиздец, что я не блядь. согласен с тезисом, что она является агентом ФСБ. Я сказал, что она независимая. Это мое право. Что еще ты видишь во мне руснявого?
Ну тут, понимаешь, 60 человек сидит. Ты меня обвиняешь в том, кем я не являюсь. Так давай договаривай. Андрей, Ну у нас же договорись, вот недавно договаривай. после этого Перестаньте случая Я тебе говорю, ругаться. ты русская, освободи ты вошь, антитеррор, Ребята, не освободи. вот перебивайте, русская вошь, пожалуйста. ты валенок, все, иди на болото, оставь, что ты лезешь к нам? Если Смотри, я ты тебя не не сидел бы здесь, оскорблял, ты меня я тебе оскорбил. по-другому А объясню. теперь я хочу Успокойся, Я сказать. тебя не антитеррор. оскорбил, я тебе сказал правду. Я тебе Подожди, сказал по правду, я одному. тебя не оскорбил. Да, хорошо. Я тебе Да. сказал Ты правду, я тебя не ты оскорблял. слышал о таком? Ты там сказал, Да. ты там сказал, возможно, я русский, подвож. Ты сказал же сам, а я тебе говорю, ты русский, тебя выпил, все. Все, Что тебе еще все, надо? ты меня оскорбляешь. Успокойся, Но у тебя аргументов нет. успокойся. Что ты скажешь насчет такой Костюченко? Ты знаешь такую журналистку? Костюченко. А ты знаешь Юрия Бутусова, такого Освободи журналиста украинца? А ты антитеррор, знаешь Подожди, все Хернес? ну ты слышали, А ты чеченец знаешь же, Юрия ты же Васильевича? чеченец, А ты и Ленина говори знаешь? тогда. А что ты ко мне лезешь? Так, ребята, давайте Ну, так. оставь эту Говорим по тему, давай там очереди сидишь, где ты сидишь. уважительно. Хорошо? Не надо здесь вообще с Милашей тебе сказать 100 раз. Что ты к нам лезешь с Милашей? Оставь ее себе. Костюченко является журналистом Все, давай. Да понятно независимой мне, Бутусова газеты. Юрия, знаешь ты? Он участвует в боевых Да действиях на подожди, Украине. ты не ори, Журналист, успокойся. честный парень, принципиальный. Антитеррор, Вот про него успокойся. говори, что ты мне Антитеррор, рассказываешь, Милаша? пожалуйста, Я тебе про Юрия спокойней. Бутусова говорю. Давай Юрий спокойней. Бутусов, Юрий Бутусов. Я Не спокойно, я тебе перебивай. говорю, Юрий Я тебя Бутусов. выслушал. Говори Теперь про Юрия послушай Бутусова. меня. Я быстренько. Костюченко является журналистом независимой газеты, которая недавно на днях дала интервью Дудю, в котором она рассказывала, как она была на оппозиционной территории в Херсоне, когда был он оккупирован, как она хотела пойти в, ребят, как он называется, Мелитополь, или как он, который город тоже в оккупации, и где ее предупредили о том, что ее там ждет смерть. Она является, подчеркиваю, я тебе специально доношу, журналистой независимой газеты, которая дружит с этой же, со второй журналисткой, которая является тоже независимой, с Еленой. Про это она говорила. И про то, что она живет в Германии, и про то, что как ее отравили. И теперь она скрывается. И она тоже агент ФСБ, скажи мне. Да таких много там в Европу засланы. И Делают когда им нас биографию, делают, Ну, мы тебе составят не про биографию. Милашину сюда пришли говорить. Сказали про Милашину, тебе объяснили. Все, оставь в покое людей нормальных, добропорядочных. Эту тему мы уже обсудили. Оставь ее да, себе и давай дальше я продолжай. оставил. Так Твоя давай уже подруга обвини, Милашина, она будет с тобой. видишь, Все, тебе никто не все, сказал оставь в в покое. разрез. Ты пришел к нам в гости, ради бога. Тоже Тебе я русскявый агент. сказал один Дудь, момент, то, что русскявый я с агент. тобой не Дудь, согласился в Дудь, том плане, Дудь, что я не считаю Дудь, этим я тебе что говорю. журналистом. Дудь, Журналистом. Да хватит повторять, с ты меня первого слышишь или раза нет? понял. Ты меня слышишь или нет? Террор, Вот дайте я скажу. مليانة Я Лучше тебе попей عوضا скажу. водички, مليانة Я же тоже говорю. успокойся. ولا Или чая عطيان зеленого. خيرته Ребят, عطيان что вы Я базар тебе говорю, Юрий устраиваете? Дудь, Ты ж не черемшу русскявый продаешь, агент. А чувак. пошел ты, Угомонись. иди так сюда вообще, русскявый Угомонись. агент. Бррр, блядь. Черт ты туда. Сколько Ты можешь? ложь русская, Почему подбатная. ты мне, А Можете пошел его, почему ты меня отключите оскорбляешь? его. Скажи мне. Это антитеррора отключите его, если вы можете. Он вообще не Пускай слышит никого здесь. успокоится. Андрей, я Да, тут не хорошо, хочу ни с кем ругаться или кого-то обидеть. Просто мне стало обидно. Слушаю я тебя. И вот недавно, после этого случая, который с Милашиной случилось, она сидит с этими журналистами, и там она говорит, что Чечня – это часть России. И ты говоришь, что она честная. Как это можно спокойно принять? Вот я что объясню. хотел донести. Смотри, дай мне возможность ошибаться. Ну просто дай. Может, я ошибаюсь, но зачем меня оскорблять? Я услышал его точку Правильно, зрения. не Я сказал, надо ребята, никому давайте оскорблять. зафиксируем, Просто поехали дальше. объяснил, и все Он нормально. обвинил Ничего. меня в руснявости, обозвал меня валенком. И это при том, что он является культурным человеком. Когда вы пришли, предупреждали, ребят, пожалуйста, не ругайтесь, это же люди с Кавказа, тем более чеченцы. Мы прекрасно понимаем. Мы вас уважаем, и я вас уважаю. Я перед вами преклоняюсь, я вам сочувствую, и всей душой я на вашей стороне. И всем, чем могу. И я еще сказал, что да,
таких как я, огромное было количество в России, по всему, и в Беларуси, и в Украине, которые верили, что вы являетесь там террористами и так далее. Хотя я разобрался со временем, понял, что это не так. Я бы извини, что повторяю, я просто по полочкам. Меня бесит, когда меня обвиняют в том, кем я не являюсь и что я не делаю. Мало того, я наоборот стараюсь на вашей стороне. Вот. И я был тоже, как Игорь это организовывал, и я был сторонник, инициатор того, чтобы вы пришли. Вы пришли, и слава богу, спасибо вам огромное, ребята. Приходите еще. Но давайте как-то уметь договариваться без оскорблений. Ваша правда, а наша нет. И если я говорю то, что вразрез вашему мышлению, я сразу становлюсь ватником и дебилом. Ну, ребята, вы же взрослые люди и здравомыслящие. Андрей, ты прав, СБИ это постоянно просто перебивает. сорвался. Ну, Ты прав. постоянно перебивает, я его мучаю, это я его не даю говорить. Влазит, передает. Я ж, ребята, все время молчал, слушал. У вас было скудная, тихонечкая, очень интересная, но обычная задушевная беседа. Пока я не влез. Я же, когда сказал насчет мальчика, я хотел от вас услышать того, что да, ребята, вот смотрите, нету цивилизованной страны. Правильно он сказал, это концлагерь. Я хотел другой характеристики. А он мне сказал, обвинил меня, что я являюсь дебилом, газета там дебильная, это вражеская Дольче Веле. Я тоже, Андрей называет меня, мой дорогой, мой милый и все такое. Но, пожалуйста, мы не такие. Так никто ж не сказал, что вы такие. Я именно акцентировал на то, что какая свинья стоит у власти, что он своего сына учит избивать. Это фашизм. Это Спасибо, феодализм. я Я на понимаю. вашей стороне. Ребята, я Спасибо. всю жизнь Я ездил за тоже границу. Первый раз я взаимно, увидел, извини, взаимно. чеченцев в 99-м году в Германии. Ребята были без рук, без ног, воевали. И это был сервис Мерседес в Германии. И тогда первый раз я выпивал с ними чай, они угощали. И они рассказали, и они много говорили. Я тогда был молодой, не понимал. Они говорят, ребята, мы не те, кем вам говорят в России. Мы совершенно другие. Мы свою страну защищаем. Молодые ребята, старше меня, но они инвалиды. Я тогда смотрел им в глаза, но я не верил в душе им. А теперь я понимаю, насколько они были правы. Он меня обвиняет в расизме. Блядь. Я извиняюсь, все. Просто накипело, не люблю молчать, блядь, когда я не Да, согласен. это неправильно. Не надо тут ничего плохого говорить, и тем более нервно там, с эмоциями тоже. Просто объясни, может, ты действительно не слышал, что она это сказала. Это она недавно, вот после того, что на нее напали, после этого она в этом русском каком-то канале, она говорит прямо, что я считаю Чечню часть России. Чечня без России не может жить. Вот так она говорит. И Уже после после этого я... избиения, Мурат. Да, после избиения она говорит. А это. кто ее Смотри, избил? Мурат, а ты не допускаешь такой момент, предположим, я не утверждаю, я хочу это подчеркнуть, что это было условием, чтобы она могла выехать из этой страны. Ведь она сейчас уехала. А как могут они уехать, Ну, если везде границы? если она, допустим, если она честная, если она против этого имперского власти, она тем более не должна быть в России. Она должна оттуда уехать. Она работу свою делала. И тем более честных людей так свободно в России не оставляют. Поэтому, Вот сейчас вот, за границей она свободная. Андрей, понимаешь, мы не из-за ненависти там, или из-за такого что-то говорим это. Мы просто, я Я уверен, понимаю. могу сказать, мы лучше всех знаем Россию и русских, поэтому мы это говорим. Я И понимаю. предупреждаем украинцев. Вот недавно здесь говорили, что не разговаривайте с имперцами, которые прикрываются лозунгом «хорошие русские». Вы этим сами прокладываете им дорогу к Западу и Европе. Понимаете? Они же видят вас.
ваши некоторые журналисты, некоторые чиновники любезно с ними общаются, разговаривают. И это видят западные европейские политики. И они задумываются, если украинцы с ними общаются, то почему мы не можем? Понимаешь, вы сами им прокладываете дорогу. И они именно ради этого с вами общаются. Любой ценой хотят через вас подойти к этим западным политикам или как, не знаю я. Но вы эту ошибку делаете уже с первых дней войны. Поэтому мы предупреждаем вас. Ну, то, что это слушаться или нет, это ваше дело. Ну, то же самое мы за вас, за Украину, мы словом, делом, как можем, помогаем тоже вам. Короче, вот так вот. Мурат, это не только ихнее дело. От этого многое зависит. Весь мир зависит сегодня от состояния Украины. И Украина тоже несет сегодня ответственность и перед собой, перед своим народом в первую очередь. И весь мир сегодня помогает Украине. А то, что Мурат говорит, это вам предупреждение просто, понимаете? Вот люди, например, я живу во Франции, и французы, политики, часто я слышу, говорят, если эти торгуют, а они много замечают здесь, разведка везде работает, если они торгуют, а мы не торгуем, объявив санкции России, а если украинцы торгуют, почему мы должны лишать себя преференций, выгод для себя? Понимаете, это потихоньку начинает накладываться, а это все ошибки делаются именно украинцами. Нельзя допускать их вообще вот этих с русскими общение. Когда вот мы проехали это, ну вот послушай, сам подумай. Человек является миллионером, мультимиллионером, Лебедев. Это его газета, а он полковник ФСБ до сих пор. Как ты знаешь, бывших не бывает. Мы просто хотим предупредить. Там антитеррор чуть-чуть переборщил, но у него нервы уже не выдержали. Ты его извини, конечно. Мне самому неудобно, что он так себя вел. Он вроде очень грамотный, умный парень. Да не, нормально, я не обижаюсь, все нормально. Так что мы просто хотим вас предупредить. Предупреждаем, мы, чеченцы, сегодня в роли канарейки в шахте. Понимаешь? Раньше брали с собой в шахту канарейку, потому что она чувствовала метан в шахтах и заранее начала предупреждать. Или умирала. Нет, она умирала от метана, малейшего появления метана. И вот чеченцы сегодня в роли канарейки. Те, кто прошли всю эту грязь, все эти ошибки, преступные ошибки с нашей стороны, которые вот сегодня вы совершаете, мы хотим вас предупредить от этих ошибок. Вот и все. И я хочу, чтобы наше сотрудничество не закончилось на сегодня. Мы всегда рады будем вас видеть в нашем чате. И мы будем рады прийти к вам еще раз. Будем общаться нормально. Никаких у нас, кроме как добрых, хороших чувств. Тем более я жил в Украине и во Львове, и в Киеве. Я очень хорошо знаю украинцев. Очень люблю украинцев. И мы переживаем сильно за вас. Мы хотим все, что мы можем сделать хорошее для Украины. У вас есть хорошая возможность отомстить за ваших отцов и всех, кто погибли под русской войной, которая напала на Чечню. Так что ваши батальоны Мансура, они мстят русскому солдату в Украине. Вы просто очень много ошибок допустили.
Мы очень многие вещах поверили русским. Думали, что среди них есть хорошие, честные люди. Оказывается, их надо среди них искать. То же самое, поэтому мы вас тоже предупреждаем. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Мы не говорим, что вы не знаете или не понимаете, но тем не менее, сами мы через это прошли, и сегодня вы видите, в каком положении мы находимся. Поэтому, да, сейчас мы ничего не можем, нам помощь нужна. У нас полностью Чечня оккупирована круговую границы России. А то, что там говорят некоторые, там эти сейчас, как здесь сказали, сектора, по секторам разделили, это все болтовня. Ничего там невозможно. Там в любом случае со стороны помощь желательно. Вот мы надеемся на Америку, что она хотя бы сегодня поможет нам. Без помощи кого-то мы что-то там сделать, это бесполезно. По поводу хороших русских хорошо сказал Андрей Карпов, Полтава. В бочке с говном выискивать клубнику невозможно и нечего с ней делать. Это точное выражение. Так что, как бы вы ни искали среди них хороших, как Полтава, Абу передал слово Полтавы, это очень гиблое дело, одним словом. Лучше не ищите, не тратьте свое время, а на время хотя бы отрубите от себя этот народ. Потому что кидняк будет очень сильный и больный в конечном итоге. Как мы оказались в этом кидняке наших, так скажем, элиту, ну, президента, их, они развели просто. Просто развели. И сегодня они, проигрывая войну физически на военном театре, они будут делать все, чтобы вы проиграли ее. Как в свое время Германия проиграла, находясь на территории чужой страны, воюя на территории Франции, подписала капитуляцию. Как бы вам этого не сделали. Так что будьте осторожны, вот это вам предупреждение. Ребята, насчет бочки и клубники. Игорь спрашивал у Хусейна, а воевали ли вы на вашей стороне русские? Он говорит, да, и привел пример. Парень русский из Грозного, который был в штабе. И еще, говорит, были люди. Украина многонациональная страна. У нее есть русские. Вот у нас в чате есть парень очень хороший, все его знают, Иван. Он русский, но он по гражданству украинец. Также есть русские, которые на стороне Украины. И они не просто словами, но и действиями помогают. Мало того, Корни, посмотри на корни их. У них найдешь и бабушек, и дедушек украинцев у них, у всех. да, да. Ребята, даже у меня другой пример. Как бы невозможно в куче навоза найти бриллиант, если туда кто-то их не положил или не накормил животное этими бриллиантами. То есть в теории они все равно могут быть. Это у нас старая песня в нашем чате. Мы всегда тут спорим насчет этого. Но, знаете, есть такой очень умный народ, надо всегда на них учиться и смотреть. Это евреи. Они говорят, никогда не закрывай дверь до конца, оставь небольшую щелку. Я, честно сказать, не про всех русских говорил,
может, я неправильно сказал. Я насчет политиков, там, журналистов, вот таких людей я имел в виду. Но среди них я знаю 2 человека. Честные, прозрачные люди русские. Это Стамахин, который в Украине живет, пока никто его не знает. И второй, этот Сотник, Саша Сотник. Вот эти 2 человека честные, чистые и прозрачные люди. Но что-то их никто не приглашает, никто с ними ничего не говорит. А с имперцами, которые прикрываются с лозунгом «хороший русский», вот они во всех каналах, украинских каналах, везде они имперцы. А эти честные люди, они просто у себя сидят и сами YouTube-чат ведут, эти 2 А, человека. Если есть у вас возможность, Можно мне пожалуйста, пару слов добавить? сейчас я быстренько закончу. Если у вас есть возможность, пожалуйста, приглашайте, мы будем делать медийность, разговаривать, дай бог. А что касается людей, да, помните такой Владимир Соловьев, все его знают, пропагандон редкостный. Так вот, он в свое время был либералом и демократом, который был в оппозиции а, Путина. Но он Путин. переобулся. Вы же видите, он переобулся, правильно? Вряд ли он поддерживает сейчас Путин. Трудно сказать, да? Я почему вспомнил про Соловьева? Потому что здесь несколько раз со стороны чеченцев звучало, что Невзоров это мразь, не верьте ему. А я верю Невзорову. И мало того, если бы таких 10 Невзоровых, было бы еще лучше. Почему? Чтобы он, какой бы он ни был, но он делает для Украины огромное дело. Он делает для информационной войны на уровне генерала, как минимум, и помогает Украине побеждать в этой информационной войне. Поэтому какая бы у него раньше ни была позиция, на сегодняшний день он на нашей стороне. И я его поддерживаю. Спасибо. Андрей, можно тебе небольшую ремарку? Про Невзорова, если разрешите. Невзоров переметнулся, он был пропутинец, был его представителем. Сейчас типа переметнулся, прибежал сюда в Европу, и там в Европе помогает перетаскивать этих Милашевых и не Милашевых туда, подтаскивать туда, перетягивать их, пропагандировать в Украине. Он получил гражданство от президента Украины. Почему получил? У него там миллионная там клиентура получается, подписанных на него. Это в дальнейшем, чтобы использовал Зеленский при выборах, мог использовать его в своих целях. Больше ничего. Он тоже тот же самый агент ФСБ. Абу, вы только что сейчас поставили под сомнение работу всего СБУ Украины. СБУ 50% предатели были. Кто сдал Запорожскую область, кто сдал Херсонскую область, разминировал все там. Там были все ФСБшники, службы безпеки, были все агенты ФСБ. Как назначались на эти должности в этих областях? Вот вы в своей Украине просто не понимаете, кто там агенты, получается. Ермак кто такой? Его отец ГРУшник, генерал. Они не бывают, бывших не бывает. Он здесь управляет, получается. Понимаете, мы просто больше следим за вашими информагентствами и за вашими политиками. Мы больше знаем, если вы думаете, что мы такие чайники, вы ошибаетесь. Мы очень хорошо знаем всю структуру и все, что происходит в Украине, потому что переживаем за нее. И я не хотел говорить насчет Ермака, потому что это почти первое лицо у вас там. Но факт остается фактом. Не почти, он первое лицо. Не, подожди, он сын ГРУшника, который живет сегодня в Москве, его отец. Генерал ГРУ. О чем еще говорить? У вас печальное положение. Я только доверяю сегодня из украинских политиков, но он, к сожалению, не политик, и к счастью. Это Залужный, генерал Залужный. Дай бог ему здоровья
и этот человек, и Бутусову. Вот кому я доверяю. Из всей журналистской братьи и всех политиков. Больше для меня прозрачных политиков нормально. Гео Лерос есть, Гео Лерос есть тоже хороший. Вот, Гео Лерос красавчик. Дай им Бог здоровья. Друзья, я считаю, мы сегодня достаточно поговорили. Я считаю, мы достаточно обсудили, люди узнали много. Я думаю, пора закругляться. Всем спасибо. Благодарю, что пригласили, благодарю, что дали время выступить. Если от нас что-то не понравилось, просим извинения, прощения. Если мы что-то не так сделали, все же благодарю вас всех. Надеюсь, еще увидимся. Заходите к нам на огонек тоже всегда. Да, заходите к нам тоже, Чеченская демократическая партия. Ребята, и вы если нас есть не вопросы. забывайте. В споре рождается истина. Да, Андрей, Еще раз если большое ты на спасибо. кого Не обиделся, обижайся, не извини. быкуй, тут люди просто Да. с травмами, Не посттравмированные. обижаюсь. Не сильно обижайся так. Если что, это нормально. Поспорить тоже мужчины В должны. курсе. Ребят, Всего хорошего всем. Слава Украине. Герои не героям слава. умирают. Героям Все слава. будет Я хочу Украина и сказать, Ичкерия. Спасибо, сказать ребят. спасибо вам за вечер, за время, за вашу искреннюю позицию. И, ну, а там вот эти ссоры, там все это ерунда. Хорошая дружба начинается с хорошей драки. Поэтому Ну да, как у нас всегда и было. спасибо, ребят. Еще раз Спокойно. благодарим, всем удачи. Рад был Салам пообщаться. алейкум. Ва алейкум салам, слава Украине, живи Ичкерия, смерть путинской России. Что, как будем размучивать всех или как? Сейчас Да. базар начнется. Ну пусть поговорят уже люди, дай им от тебя отдохнуть. Я вот вообще 3 часа, что вы разговаривали, не лез, чтобы люди... Я их утомил с собой Так 3 часа размучиваем, я стрима. имею в виду. Размучиваем, Да, ребят, как? да. Пусть поговорят. Они что Кому наговорить что, не будут. кому что во время стрима понравилось, не понравилось, можете сказать свои наставления, пожелания. Все учтем на будущие эфиры. Я уже сказала. Я тебя услышу. Даже вслух это не повторяй здесь. Хорошо. Хватит вот эти свои любовные игры в эфире тут обсуждать. Блядь, 47 человек и тишина. Не может Нет, быть. я ему по делу Ну, сказала. Причем Она по делу сказала, что нормально. он меня услышал. Да, я понял. Если вы не против, я так Ребята, по Милашину. для тех, кто впервые